на одной мове говорить подряд. Итак, опубликовано сегодня. Мининтеграция обеспечит поддержку большей, чем раньше, видимо, количества вещателей на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей и Крым. В 2021 году поддержку за счет средств державного бюджета, государственного бюджета получат те радиокомпании, какие осуществляют вещание на временно оккупированной России, на районы Донецкой и Луганской областей, а также на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополь. На эту программу предусмотрено почти 50 миллионов гривен. Пишется, запоминаем эту цифру. Мининтеграции будет принимать меры для увеличения объемов поддержки. Соответствующие документы, касающиеся введения прозрачных процедур финансирования вещателей на конкурентных основах, то замечаем, на конкурентных основах, то есть нам предлагают конкуренцию какую-то коммерческую, видимо, слово коммерческое из бизнеса. Я не знаю опыта Алексея Резникова, но что-то такое есть. На конкурентных засадах, в условиях разработанной Минреинтеграции и после соответствующего согласования с центральными органами исполнительной власти станут основанием для реализации программы. В основе подхода прозрачный механизм распределения средств на конкурентных опять условиях, как это предусмотрено законодательством. Мы предлагаем разделить ресурсы на несколько лотов. В частности, лот — это опять аукцион какой-то, да, то есть что-то опять коммерческое такое, аукционное, распродажа имущества какая-то, я не знаю, откуда-то из недвижимости это все, видимо, идет. Значит, лотов, в частности, в том числе и вещание крымско-татарским языком на Крым, вещание украинской мовой на Крым, вещание на временно оккупированной территории Донеччины, Луганщины. И вот еще одна цифра, которую стоит запомнить. По состоянию на сегодня в министерство пришли обращения за поддержкой от 14 вещателей. И все они требуют поддержки. Конец цитаты. Ну, подробности на сайте и так далее. Теперь очень хорошо. Почему я говорю, что хорошо, это, что это опубликовало сегодня министерство, господин Резников дал команду, они сделали, потому что здесь есть весь состав преступлений, весь план по уничтожению ТР. Ну, начнем с того, что все прекрасно, никто не знает, кто эти 14 помников, никто никогда о них не слышал, никаких документах их нет, ничто про них не обсуждалось в плане поддержки государственной, когда бюджет готовили в прошлом году, же утверждали бюджет на этот год, да, и вдруг, обсуждали всего лишь два вещателя. Это канал «Дом», который вещает на оккупированной территории Ордло, и канал АТР, который, соответственно, вещает на оккупированный Крым. Средства, которые были заложены в бюджете, были в неравных долях. Ну, сами оцените, какое отношение к крымско-татарскому вещанию и отношение к вещанию на оккупированной территории Донбасса. Это 300 миллионов, без буквально там нескольких гривен. 300 миллионов это на канал «Мир», который только что вот создан был при новой власти. И 50 чуть с какими-то еще гривнами на телеканал АТР, который беженец из Крыма, у которого не было и нет тут никогда никакого своего имущества, потерял все оборудование. Канал, который снимал всю оккупацию и подвергся репрессии, сотрудники которого находятся под уголовными делами. Вот. И канал, который, между прочим, на основании съемок нашего канала, в том числе основано обвинение против России в судах международных, а господин Резников юрист, он это знает прекрасно, он адвокат. Ну вот, вроде как Алексей умный человек, но у умных людей бывает один недостаток, случается такая ошибка ментально, они считают, что умные они одни, или они самые умные, но, к сожалению, это не всегда так, чаще всего не так, мы тоже не дураки, поэтому я расшифровываю все по пунктам. Было, и все, кто в процессе знает, разговор об этих двух вещателях. 300 миллионов и 50 миллионов. Всего 350. И этим занимается, естественно, по реинтеграции оккупированных территорий ведомство. Да? А теперь почему-то речь идет о тех 50 только миллионов, которые и всегда, каждый год с 2016 года именно такая сумма, ну плюс-минус там была на бюджете, это просчитанные расходы наши минимальные, да, на вещание, на спутники, на аренду помещения, только там, 10 миллионов в год, ну и так далее. Это я расшифровывать не буду, там все понятно, одна и та же сумма. Но почему-то в этом году внезапно в январе стало известно, что есть еще 14 вещателей,
Вдумайтесь, да, они появляются в январе, мы о них ничего не слышали, и тут мы о них не знаем, кто это такие. Но, видимо, нам скажут, может быть, не знаем, 14 телекомпаний, которые будут конкурентами АТР, бороться за лоты на каком-то аукционе, ну, так предполагается, и так далее. В январе вдруг появляются эти 14 мовников, и если бы еще, ладно, какое-то разделение было из 350 миллионов на всех этих страждущих, да, сирот, неизвестно, просто я не знаю, кто это такие, я прошу не обижаться, просто не знаю, да, эти каналы. Речь шла о двух каналах, Дом и АТР. Вдруг появляются еще конкуренты, так называемые, поскольку у нас конкуренция, мы документы читали, и нам сообщается, что делить будут именно те деньги, которые были предусмотрены на телеканал АТР в объеме, который нам минимально необходим на выживание вещания из Киева, находясь в изгнании до момента, когда мы вернемся в Крым. Более того, у нас за 2019 год остался долг. 15 миллионов не додали, 15 миллионов гривен из бюджета. Этот долг повис на нас. Это долг за вещание через спутники на оккупированный Крым, канал АТР, канал Ля-Ле детского, единственного полностью крымско-татарского, благодаря которому язык крымско-татарский сохраняется. Вот программу Резников Алексей написал в сохранении языка, но канал у нас отрубают уже в суд, подают на нас спутниковые компании за этот долг. Вот такая логика, где на этом языке будут кто говорить и кто его будет слышать, видимо, на заборах что-то будут писать. Извините, но как-то вот канал нам угрожают через суд отрубить, да, через иностранный спутник, да. В итоге 65 миллионов просили с учетом того долга. В итоге, ладно, дали 50, как всегда. Уже сразу минусуем эти 15 миллионов, которые висят, и за которые нам грозят карами всякими небесными. И остается вот эти деньги, то есть их и так бы не хватило, чтобы вы понимали, да, на нормальную работу, как это было до 2019 года. Вот в объеме сокращенном, как мы сейчас работаем, еле-еле. Это унизительно для Крыма. Но вот остаются эти деньги, 50 миллионов, которые будут распределять еще АТР, и плюс 14 неизвестных нам, не описанных нигде пока вещателей. Еще один интересный нюанс, что в разговоре с Мустафой Джемилевым, Рифатом Чубаровым и Ленуром Ислямовым, который состоялся в Кабмине, господин вице-премьер Резников сказал, что условия конкурсов еще не разработаны, ну тут и непонятно даже кто, это тайные заявки какие-то. Ну и сам конкурс не разработан. И будет он где-то через полгода, может быть, они утвердят правила, через полгода где-то проведет Мининтеграции этот конкурс, и может быть мы на нем что-то получим. Ну, в среднем это 50 миллионов на 14, где-то 3,5, посчитайте сами, да, там 3 с чем-то миллиона на вещателя. Но для нас с долгами 15 миллионов за спутники на оккупированной территории и так далее, это понятно, что любой результат данного конкурса, это означает закрытие АТР, но АТР должен, по идее, по этому плану, как я себе представляю, потому что логика подсказывает, я не имею сведения, логика подсказывает развитие событий, что мы должны умереть раньше. Ну, например, к 26 февраля, к дню сопротивления оккупации Крыма, или к 18 мая, дню памяти жертв геноцида, потому что, ну, денег нет, и их физически нет, если не долги, дать непонятно, когда дадут, не дадут, сколько, тоже не ясно. В любом случае, в объеме, который нам не хватит просто для выживания и вещания из Киева. Можно предположить, что господин Резников об этом не знал, о нашем состоянии, о наших расходах. Можно, но это было бы, означало бы предположить, что господин Резников не профессиональный или не умный человек. Я не могу этого сказать, я говорю, лично с ним беседовал, знаю, что это не так. Поэтому, видимо, Алексей Резников, к сожалению моему, я думал, что он наш партнер и друг, и человек, который переживает искренне за крымских татар и Крым. Видимо, он стал нашим открытым врагом, и вот это, то, что он вот сказал нашим лидерам, нашему Мустафе Ага и так далее, Рифату Чубарову в глаза, что вот так будет и никак иначе, то есть фактически вот этот план реализации — это конец АТР, я считаю личным оскорблением Алексея для себя, но это ладно, я как-то в любом случае себя прокормлю. Но без канала АТР останутся наши бабушки, которые смотрят его постоянно, наши люди, которые, ну, все смотрят, не только крымские татары, чтобы вы понимали, вы даже этого нюанса, может, не знаете. Звонят нам в студии совершенно все, из Крыма, и из Донбасса, кстати, тоже. Мы не искусственные каналы, а настоящие, и нас смотрят давно, и знают, и в мире знают, да, и все транслируют наш репортаж с оккупации, и CNN, и все таки прочее. Ну, может, вы не знаете, я вам напоминаю, да. Вот. И я считаю это личным оскорблением для моего
народа, для этих людей, которые пережили депортацию, пережили геноцид, вернулись в Крым, пережили второй раз оккупацию, и теперь к ним отношение такое, что крымские татары — это одни из 15 каких-то там вещателей. Это очень напоминает то, как относились к нам раньше при Советском Союзе, вернее, при постсоветской Украине, да, которая была такая квазинезависимым государством, и там фактически русские управляли Крымом, это была русская автономная республика, и все было отдано на откуп местным, так сказать, пророссийским силам. К чему это привело, мы знаем. Вот там к нам так относились. Вы одни из народов, там где-то в очереди стойте, может быть, в итоге ничего не давали, никуда не брали. К чему это привело, мы знаем. Это оккупация временная нынешняя, которой должен заниматься господин Резник. Вот как он занимается, я рассказываю. И, значит, стойте в очередь, может быть, вам что-то достанется. Еще древние греки, есть, там сказать, какие-то киммерийцы, может быть, еще готы, хотя это все часть нашего народа, но это опять не обязан знать министр по реинтеграции, это дополнительные знания грамотного человека, может почитать. Алексей, потом могу подарить книжку, так сказать, вот про историю крымскотатарского народа. Так что это оскорбление. То есть человек, интеллектуал, адвокат, умный, никакой не дурак, он делает сознательно то, что наши предусмотренные в бюджете нам деньги в обычном объеме, хочет разделить когда-нибудь на огромное количество других. То есть фактически за наш счет получить как бы вот эти устроить это свободу, равенство, братство. Да? Это нет, это называется дискриминация крымско-татарского народа. Я объяснил, почему, по пунктам. Значит, в этих конкурсах телеканал ТР, постыдных конкурсах, в этой конкуренции непонятно с кем, в принципе с кем бы то ни было, наш канал, как голос нашего народа единственно, участвовать не будет никогда. Мы не для этого боремся за Украину, не для этого вещаем каждый день про политзаключенных, про страдания нашего народа, чтобы на конкурсной основе снимать какие-то ролики или что-то там, какие-то культурологические программы. У нас каждый день бьется сердце вот так. У нас каждый день обыски, облавы, аресты, каждый день срока. Более 100 крымских татар сидят в российских застенках, более 300 детей, сироты при живых отцах, десятки тысяч беженцев из Крыма, и крымских татар, и патриотов, и украинцев. Нам это болит, для нас это не лот, и мы не будем, я ответственно заявляю от лица всей телекомпании, коллектива, среди которого люди, преследуемые Российской Федерацией, как Гульсум Халилова со мной сидит, она беженка из Крыма в своей собственной стране, перемещенное лицо, как формально говорят, да, вот она, уголовное дело на нее, она не может видеть родителей и так далее, а теперь родители, если реализуется этот план, вот как все написано, то АТР нет, то перестают видеть телеканал, АТР и так далее. Наверное, идея стоит еще и в том, что хотят заменить АТР каким-то фейком, придумать какой-нибудь искусственный канал и сказать, что вот так и было, что вот это, вот вроде тоже по крымско-татарски что-то говорят и так далее, но это не выйдет крымским татарам такое впихнуть. Это очень, опять же, похоже на действия российских оккупантов, которые тоже сказали, не хотите поднимать российский флаг, мы там это самое сейчас фейк придумали фейковый канал, который мы назовем Код ТВ, Код — это задница по-крымско-татарски, да, вот, но это все не шутки, я не сравниваю оккупационные власти с нашими, это наша власть украинская, но отдельные действия чиновников очень сильно напоминают, и цели, которые могут быть ими достигнуты этими действиями, напоминают действия репрессивные от оккупантов в отношении крымско-татарского народа и его голоса на телеканала АТР. Далее, так как честно сказал господин Резников, он честный враг крымских татар, честно сказал, что он будет делать с нашим голосом в период оккупации, черный квадрат рисовать на экранах в наших домах, оцепленных русскими полицаями. Я тоже честно скажу, что мы будем делать. Господин Резников, господин тоже Владимир Александрович Зеленский, послушайте, что я скажу, это наше четкое решение, взвешенное и продуманное. Конечно, повторю, что мы ни в каких позорных конкурсах и никаких лотах мы участвовать не будем. Мы будем пытаться выжить как-то сами, если вы не будете нам помогать. Будем собирать деньги с людей, которые нас смотрят. За оккупированного Крыма нам передают какие-то конверты с деньгами, бабушки и так далее. Как-то мы будем делать, но понятно, что этого мало для телевидения. Вы знаете, сколько стоит телевидение, Владимир Александрович, даже в самом минимальном виде, тем более телевидение в изгнании, которое все арендует, у которого ничего своего нет, все отнято. Не по нашей вине мы не смогли защитить там, да, наша страна не смогла защитить Крым и так далее. Мы тут не по нашей вине находимся, и помогать нам нужно не по нашей прихоти, и мы не коммерческий канал, на нас рекламу никто не крутит и не будет крутить в связи с репрессиями. Поэтому мы будем обращаться к Конгрессу Соединенных Штатов,
Мы будем обращаться в посольство Соединенных Штатов в Украине, будем обращаться лично к президенту Соединенных Штатов, господину Джозефу Байдену, который знает Украину и знает, кстати, про крымских татар тоже. У меня есть с ним общие знакомые, которые сообщают мне, что он в курсе всех проблем. Ну, до ТЭР мы расскажем, про крымских татар он в курсе, про Украину в курсе. Будем обращаться в Европейский парламент через наших друзей-депутатов из Польши, друзей-депутатов от Литовской Республики, которые прекрасно знают, когда уже закрывали в прошлом году АТР, это проблема, да. Значит, они будут поднимать вопрос в Европарламенте, а мы, господину Резникову тоже напоминаем, может быть, Владимир Александрович Зеленский тоже не знает, мы в резолюции 2016 года Европарламента указаны как ATR, прям написано в резолюции, канал, которому нужно помогать, потому что мы канал-изгнанник, голос крымско-татарского народа, единственная крымско-татарская электронная СМИ. На этом я закончил. Мне кажется, все ясно. И у меня нет никаких сомнений, что господин Резников, будучи умным человеком, осознает прекрасно то, что он делает. Но дополняет картину, я уже совсем маленькое дополнение сделал, и то, что недавно господин Резников выпустил такое интервью, где он написал, что в законопроекте про переходный период, в деоккупации или интеграции же, да, откажутся от слова коллаборант. То есть слово предатель не будет в законе. То есть как бы вот это очень странно, во-первых, да, это тоже говорит о том, странно, вот кому нужна такая вещь, да, такая полуамнистия какая-то заранее, в каких украинских интересах такие законопроекты, и я знаю юристов, которые с ужасом смотрят на этот законопроект, который вносит господин Резников с явно каким-то странным, непонятным, непатриотичным уклоном, скажем так, вот, и вместо проекта, который уже готов и был сделан рабочей группой, но это отдельный разговор, просто от того, что человек не хочет даже упоминать слово коллаборант в законах, это тоже, наверное, о чем-то говорит. И, наверное, закрытие канала АТР, которое приветствует все российские СМИ, и я опубликовал это у себя в России, говорят, что вот, наконец, Украина отказалась от Крыма, дословно, да, закрытием канала, прекращением финансирования АТР, значит, это сигнал о том, что Украина отказалась от борьбы за Крым. Но мы не отказались. Владимир Зеленский, вы должны это знать. И снова приглашаю вас к нам в эфир поговорить с крымскими татарами о Крыме, о деоккупации. А вам, Алексей Резников, я просто прямо в лицо все сказал. Вы нашему народу сейчас, в данный момент, являетесь врагом. Вот и все. Çok sağ olun Сайдар, çok sağ olun за этот спич. Еще раз, деоккупация Крыма — это не конкурс. И вот несколько раз Айдер Муждабаев отметил, я сейчас ответственно заявляю, что телеканал АТР не будет участвовать в каких-либо конкурсах. Мы сюда приехали, чтобы бороться за Крым. Мы не переехали сюда, на материковую часть Украины, чтобы участвовать в каких-то конкурсах. Телеканал АТР принял политическое решение, и поддержка телеканала АТР — это политическое решение. Очень такой яркий пример хотела бы привести вот по поводу вот этих конкурсов. Абитуриентам из временно оккупированных территорий на материковой части Украины создают все возможные условия для того, чтобы они могли поступать в университеты украинские вне конкурса. То есть абитуриенты, которые приезжают на материковую часть Украины с временно оккупированной территории, не сдают внешнее независимое оценивание. Они вне конкурса, потому что они переехали из временно оккупированной территории, с территории, на которой государство Украины их защищать не может. То есть она их защищает на материковой части Украины. АТР ничем не отличается от абитуриентов. Мы также переехали с временно оккупированной территории сюда, на материковую часть, бороться за независимую Украину, за территориальную целостность Украины. АТР вне конкурсу. З нами сейчас на прямой связи Семен Кабакаев, голова громадського об'єднання «Безпека та взаємодія в Україні». Он слушал нас все это время. Пане Семене, вітаю вас. Добрый вечер. Скажите, вот что вы думаете по поводу всего происходящего? Насколько вообще актуально сейчас в условиях войны проводить вот такие вот конкурсы? Мы работаем в направлении деоккупации Крыма. Деоккупация — это же не конкурс, правильно? Разве деоккупация — это не системный, не комплексный вопрос, который включает в себя борьбу на различных фронтах: политический, дипломатический, информационный и так далее?
Абсолютно, я з вами згоден. Ситуація, на мою точку зору, повністю ганебна. Я вважаю, такі речі не можна робити. І якщо ми говоримо про системну роботу влади в цілому, порівнюючи з минулими 5 роками, коли Петро Порошенко підтримував і такі ініціативи, як ваш телеканал і багато інших, то зараз ми не бачимо системної роботи не тільки в питанні Криму, а й в питанні Донбасу. Але мене, от я слухав Айдера дуже уважно, але мене, наприклад, непорозуміння, чому пан Резніков, я повністю погоджуюсь з Айдером, він дуже розумна, інтелектуальна людина. Чому він іде на цей крок? Тому ми розуміємо, що, наприклад, грошей ОТР не вистачає. Ну, ми розуміємо, що телебачення в цілому, взагалі, в нашій Україні, воно не є прибутковим. І всі, хто кажуть, що мій телеканал там приносить гроші і може самоокупація якимось чином, ну це брехня, то не може бути. Ми з вами говоримо про важливу річ. Ми говоримо про анексію, окупацію Криму. Ми з вами говоримо про те, що люди, які дзвонять вам в ефір, а я неодноразово, як запрошений гість, дійсно можу підтвердити, що дзвонять живі люди, задають живі питання. Ми з вами дискутуємо про це, десь погоджуємося, десь не погоджуємося. Але це живі думки, живі люди, це доля і безпосередньо голос, який ми чуємо з окупованих територій. Завдяки вашому телеканалу він є безцінним, тому що люди, які знаходяться на території Криму, не мають іншої можливості. Тобто держава не надала за ці 7 років іншої можливості. Хоча я розумію, чому минулі 5 років не надавала, тому що в принципі у ОТР проблем не було, тому що влада підтримувала і все було добре. А тепер прийшов Володимир Зеленський з минулого року, якщо не помиляюсь, виправіть мене, у вас почались проблеми. Смотрите, я чуть-чуть, Семен, поправлю. Были проблемы в 16-м, если память не изменяет, году, или, по-моему, в 16-м году. Действительно были проблемы, было какое-то непонимание. Но тогда, это еще была администрация Порошенко, это непонимание все-таки было в последний момент, все вырешили, да, как-то, значит, все наладилось, поняли, сколько нужно, что нужно по минимуму и так далее. Мы же ничего себе лишнего не просим, да. И дальше как бы все шло нормально, ритмично. Можно было что-то планировать, можно было думать о программах каких-то, можно было нанимать персонал. Ведь здесь сегодня нанять людей, завтра выкинуть, да, им же нужно, ну как-то все это другая несистемная работа получается. Сбой произошел как раз в прошлом году, вернее в конце позапрошлого, когда сказали, что не додали нам 15 миллионов в последний день, кинули на счет, когда уже нельзя было их никуда перечислить, и мы их вернули в бюджет, потому что мы ничего против закона мы брать не будем в руки никогда. Вот. Потом нам начали предлагать опять, эти долги образовались по спутниковой вещанию на оккупированной территории, не ко мне домой, в мою временную квартиру с несъемную, а туда, в Крым. Значит, затем, помните, Зеленский вмешался, там сказал, что все проблемы решим. Затем долго-долго решали, опять предлагали нам самим с собой конкурсы проводить фиктивные, подмигивали, что бывший министр культуры говорил, что ну как-нибудь мы этого административно в ручном режиме прикроем. Мы сказали, нет, никакие ручного режима нам деньги полузаконно не нужны. Да? В конце концов решили, все-таки дали эти деньги. И мы думали, что в этом году уже тоже в бюджет заложена та же сумма, да, что ее, ну как бы все нормально, уже эта власть тоже поняла, как бы все, да, и, ну, и власть меняется, но Крым остается, борьба за Крым остается, Зеленский декларирует, вот, крымская платформа, классно, супер, все, и 3 руками за. И вдруг раз нам в январе предъявляют вот ту историю, о которой я говорил, конкуренты, лоты, через полгода, возможно, ну, то есть приговор смерти. Я прошу прощения, Семен, просто, чтобы понимали зрители. Так, абсолютно. Я ще хочу додати. Я не виключаю, що влада може створити, наприклад, самі створити якийсь додатковий телеканал, умовно, як Дом, так, був створений для Донбасу, що я вважаю безрейтинговий, беззмістовний, і взагалі в ньому немає ніякого сенсу. Тобто іде просто відмивка грошей на цьому телеканалі. Я не виключаю, що якщо станеться якась подія, і все ж таки ключова подія, маю на увазі, і все ж таки АТР припине мовлення, я не виключаю того, що такі люди з 5-ї колони, як пан Медведчук, запустять свій додатковий канал, який... Кстати говоря, а почему нет? Они в Крыму же так сделали, россияне. А что тут россияне тутошние не сделают так? Кстати, спасибо, что сказал, Семен, да. Я и упустил этот момент. Варіантів, які, знаєте, святе місто пусте не буває, і Росія хоч і не зовсім іноді системно діє, але такі ніші вона заповнює.
розуміють, що інформаційний вплив – це найважливіше, що є, що боротьба йде за розум і за серця людей. І тому, безумовно, ми повинні всіми силами намагатись зберегти АТР. І я запевняю, все, що від мене залежить, публічна інформаційна підтримка, я висловлювався завжди за. Але питання в тому, чи почує президент, чи почує Верховна Рада і Кабінет міністрів. Мене здивувало, що пан Резніков, знову ж зазначає, як людина розумна, не розуміє ситуації, яка відбувається. Я в це не вірю, Семене. Я не вірю, що він не розуміє. Понимаєте, тут все на пальцях. Я про це і кажу. Так, я про це і кажу. Ну він же розуміє наслідки, що якщо зникне АТР, зникне голос патріотів Криму. І що тоді прийде на це місце? Або буде порожнеча, або зайдуть росіяни. І під виглядом патріотів будуть розповідати, як треба батьківщину любити. Це є величезна загроза, ми не повинні цього допустити. Пане Семене, а как думаете, Резников мог автономно принять такое решение? Кто за этим стоит? Давайте ще раз. Давайте повернемось на 2 роки тому, коли прийшли вибори президента. Всі люди, хто прийшли за президентом, разом з президентом, зараз це немає різниці. Вони не є автономними політично. Ви пам'ятаєте, Потураєв в Трускавці казав, що вони ніхто, політичні ніхто. От вони по факту цим і є. Хто впливає на ці рішення в Кабінеті міністрів, Верховній Раді в цілому? Це фінансово-промислові групи, які розподілили вже за ці 2 роки фактично сфери впливу і напрямки впливу. Але, ще раз, пан Резніков, я не знаю, там відноситься він до когось, не відноситься. Він, принаймні, коли я з ним розмовляв, він для мене здався розумною людиною. Як він міг зробити таку річ? Навіть якщо якась фінансово-промислова група сказала, що АТР не повинен працювати. Навіть якщо це сталося. Я не розумію, вони наслідки не усвідомлюють, і це є найстрашніше. Тому я не знаю, на що вони сподіваються. Дякуємо дуже. Чох Сагунус, дякуємо за підтримку. Дякую, Семен Кабакаєв був з нами на прямому зв'язку, голова громадського об'єднання «Безпека та взаимодія в Украине». Как мне подсказывают наши редактора, к нашему эфиру сейчас должна присоединиться народный депутат Украины с фракции «Слуга народа» Лиза Ясько. Ее сейчас как раз набирают. А я хочу пока показать вам видеообращение очень известного художника Андрея Ермоленко, который поддержал телеканал АТР. Я предлагаю вместе посмотреть и послушать. Добрий день, друзі. Звертається до вас Андрій Єрмоленко, художник-дизайнер. Просто патріот, який, я не боюсь це слова, його дискредитують весь час, але я не боюсь сказати. Мені болить за Крим. В кінці минулого тижня, як стало відомо, припинили державне фінансування АТР. Без державного фінансування телеканал АТР не виживе. Але це справжній голос Криму. Щоб знищити народ, варто прибрати його з повістки денної. Цю повістку. І так, по нашим телеканалам ми дуже мало почуємо про проблеми кримських татар. Про ці проблеми розказував АТР. На даний момент, знову таки, телеканал на межі виживання. В той момент, коли всі радісно аплодують, що закрили помийки Медведчука, я також це підтримую, що закрили. Але я боюся, що люди можуть не помітити, як зникне справжній голос Криму. Українська влада хоче, щоб телеканал АТР надавав послуги цій владі. Знімали для неї ролики і робили її замовлення. Я вважаю, що цей канал не про це. Цей канал про Крим. Про проблеми Криму, про те, що його треба повернути. Цей канал, якщо ви дивитесь і бачите, це один із найпатріотичніших телеканалів, реально телеканалів на телебаченні.
який я бачу в етері. Плюс до того він знайомить глядача українського з культурою Кремли. Це необхідно. А коли його закриють, ми втратимо цей зв'язок. Ми, боюсь, що перестанемо відчувати біль кримських татар. У мене немає слів, тому що я вважаю, що це реальна зрада і що так співпало закриття телеканалів Медведчука і припинення фінансування АТР – це не випадково. Мені здається, особисто мені здається, це для того, щоб для людей непомічено пройшло зникнення голосу Криму. Отже, Save ATR. Голос Криму має бути в ефірі. Всіх моїх друзів закликаю приєднатися до захисту телеканалу АТР. Ми і так довго мовчали. І не помічали проблем кримських татар. Зараз ми маємо за своє мовчання анексований Крим. Крим має бути повернутий, АТР має функціонувати, голос Криму має бути в ефірі. Дякуємо дуже пану Андрію Ярмоленко. Зараз з нами на прямому зв'язку народний депутат України фракції «Слуга народу» Ліза Ясько. Пані Лізо, вітаю вас. Добрий вечір. Пані Ліза, спочатку я хочу вам подякувати за вашу підтримку телеканалу АТР та за ваше відеозвернення в підтримку телеканалу АТР. Чи є щось додати? Звичайно, завжди є що додати. Я дуже вдячна взагалі вам за вашу роботу, яку ви робите, зважаючи на ті, які є, чи повернутися в Крим, і треба проводити роботу, ви боретесь за своє право, і це дуже насправді надихає. Тому я вважаю, що це є обов'язком, в тому числі вас підтримувати, тому що таких українців треба. Лиза, приветствую. Айдар Муждабаев, тоже тут в студии. Спасибо большое за все, что ты делаешь и в плане культуры, и за твой проект этот потрясающий, где огромной частью уделено внимание крымско-татарской музыке, где ты сама поешь на крымско-татарском языке. Ты человек, которого я безмерно уважаю, и человек вот из правящей партии, одна из тех, кто и в партии «Слуга народа» есть достаточно много людей с патриотичной позицией. Не судите обо всех по некоторым маргиналам, которых вот выкинули из фракции, например, недавно, да? Вот. Но я хочу сказать, просто тебе новость сообщить самой. Значит, я просто с начала программы я рассказывал о том, нам прислали, опубликовало Министерство по реинтеграции оккупированных территорий, значит, материал, в котором честно призналась, что те 50 миллионов гривен, которые в бюджете были запланированы на АТР, они хотят по конкурсу, через лоты аукционные и по конкурсу, непонятно, правда, когда, через полгода, там, через год, как утвердят эти конкурсы, как они пройдут, заявки, распределить не только через телеканал АТР, ровно столько денег там каждый год бюджет выделял, в 19-м он не додал 15 миллионов, там долги образовались за спутники, да, но ровно плюс-минус 50 было каждый год, да, на эти цели. В этом году эти 50 миллионов именно АТРовских, значит, они решали пустить на конкурсы среди плюс еще 14 вещателей, даже названий которых я не знаю никакие еще 14 вещателей вещают на оккупированной территории Крыма. Но просто мне это неизвестно. И я просто хочу сказать и тебе, и депутатам от вашей фракции, от «Голоса» и от Европейской солидарности, всех патриотичных депутатов, кто есть в этих фракциях, сказать, что я завтра опубликую в «Украинской правде» текст, где я подробно опишу план уничтожения телеканала АТР,
АТР имени вице-премьера Алексея Резникова, человека умного, безусловно, который не может не понимать, к чему может привести такое уменьшение финансирования АТР в непонятной перспективе. То есть мы должны закрыться вот прям будем по идее этого плана в ближайшее время, поскольку у нас уже там суд за спутники судить будут, уже подают в суд компании, которым долги и так далее. Вообще мы просили 65 миллионов погасить долг за 2019 год, тот, который образовался из-за непонимания. Вроде потом все решили, Зеленский там все как-то решили, да, но потом опять все 25, в итоге 50, но их будут делить на 15 лотов, непонятно когда. Все это смерть, это приговор сознательный, он не глупый человек, я не верю, что он не понимает, что они сейчас делают. Я прошу вас изучить вообще это письмо, я тоже его опубликую, вот этот текст Министерства реинтеграции, да, и завтра просто я опубликую, я тебе специально пошлю, и изучите, и подумайте, как на это реагировать, потому что там все очевидно, прозрачно вообще. Это ясный приговор, это черный квадрат на экранах людей в оккупированном Крыму, тех, которые многие пожилые люди пережили депортацию, вторую оккупацию там и так далее, и так далее. Извини за такой спич, просто я тебе это лишь хотел сказать, но вот говорю публично, и твоим коллегам, может, тоже увидят. Справді велику частину цього знаю, і я вже підготувала запити депутатські. Сподіваюся, завтра направлю на відповідні органи і на ФІН, і на Міністерство Резнікова. Ну, від депутата також можна чинити певний тиск і запитувати, чому так відбувається. Чим більше ми будемо це робити, я все-таки це дасть більше результат. Це повинен робити тільки канал, а й громадянського суспільства, і влада. І я думаю, справді дуже багато хто АТР і розуміє, що це дуже важливо. Чому так відбувається? Ну, насправді в країні є дуже багато питань зараз, які я не знаю. І відбуваються дуже різні процеси, інколи це роблено спеціально, інколи хаос. Незважаючи на це, бачимо, що вчора були запроваджені санкції проти Медведчукових каналів, і по російській пропаганді так легко вже тут розвиватись. Так, це можна звичайно радіти, але я переживаю за реакцію взагалі, яка буде в суспільстві на різні події, тому що дійсно є дуже багато і коли така сильна поляризація йде, коли здається, що намагаються нас просто в боротьбі підтовхнути, щоб потім було погано в всій країні. Я сподіваюся, цього не так. Але ми повинні бути дуже обережні і допомагати один. Дякуємо дуже. Чохсагл у нас пані Ліза Ясько, народний депутат України. Фракція «Слуга народу» була з нами на прямому зв'язку. Уважаемые телезрители, вы можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Нам важен ваш голос. Звоните нам по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Айдар, мне кажется, тут важно сказать, что мы же на самом деле не против предоставления помощи вещателям на оккупированные территории. Наоборот, нет, в условиях войны, за счет, чем лучше... почему, да, нет, почему я тремя руками за 100 каналов для оккупированных территорий. Да? За канал «Дом», за канал «Дом-2», за канал «Дом-3» и так далее. Вопрос только в том, что за счет канала АТР этого делать не надо. За счет крымских татар, которые и так, в общем, не самые последние пострадавшие от российской агрессии, строить какие-то другие проекты, причем проекты, так как они мне неизвестны, видимо, какие-то искусственные, не проекты, пережившие оккупацию, не проекты, пережившие репрессии, уголовные дела, обыски и так далее, бегство и так далее. Да? А вот этого делать точно не надо. Дискриминация крымских татар, это очень плохо пахнет. И у нас звонок есть телефонный. Звонок в студию. Алло. Доброго дня. Алло. Я слухаю вас. Да, ми вас теж слухаємо. Ви в прямому ефірі. Будь ласка. Добрий вечір. Я зараз дивлюсь вашу трансляцію по каналу РТР. Меня зовут Валерия. Я сама крымская татарка. Не плачьте, пожалуйста. Мы не собираемся сдаваться. Пожалуйста, не плачьте. Да. Пожалуйста, я вас прошу. Спасибо вам за звонок. Я Мне кажется, здесь без слов я в сегодня. 15-му році переїхала з Криму в місто Жовті Води, де
зі своєю мовою, зі своїм народом. Мені дуже прикро, що влада робить такі поступки, які не просто ранять, а просто вбивають. Дорогі мої патріоти, дорогі піонери, я буду вам допомагати матеріально. Ви тільки не здавайтеся. Я в вас вірю, і я вірю, що Крим повернеться. Я знаю, що їду. Откуда я вертилася, пробачте, мені забили руки, але мені повернеться. Sağ olun. Çok sağ olun İsmail Hanım. Ağlamanız lütfen Kırım Tatar tilinde sizge müracaat etmege isteyim. Гульсум, я хочу 2 слова сказать. Спасибо вам большое за звонок. Вот видите, вице-премьер Алексей Резников, что вы делаете? Видите, что вы делаете? Вы понимаете, что происходит с людьми, которых вы лишаете единственной связи с будущим, с надеждой? Мы канал, дающий надежду на украинское будущее Крыма, на освобождение от русских оккупантов. Вы видите, что своими конкурсами, кого вы хотите выставлять на свои конкурсы, кого вы хотите на лоты выставлять, аукционные и так далее, какой канал вы хотите заставить участвовать в фейковых играх? Мы этого никогда не будем делать. Наш зритель, который переживает за всю Украину, за родной Крым, наш зритель не будет плакать. Понимаете? Мы сделаем все, чтобы он не плакал. Я запрещаю вам доводить до слез крымских татар. Алексей Резников. Запомните это навсегда. Дорога, к нам присоединилась сейчас Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Ганна, вітаю вас. Вітаю вас. Пани Ганна, вы слышали сейчас телефонный звонок в студию телеканала АТР. Вы знаете, с какой очередной проблемой сегодня мы столкнулись. Что скажете? Насправді я теж під такими враженнями. От зараз дозвонювачки. Дуже сумно, що така ситуація викликає сльози. Хотілося б навпаки, щоб, зокрема, телеканал АТР був цим промінчиком надії і посилення для протидії російської, зокрема, пропаганди про те, що Крим не просто Україна, а Крим якомога швидше повернеться назад і не буде російської окупації. Тому хотіла б теж сказати всім, хто зараз нас дивиться, що боротьба триває. І я дуже сподіваюся, що ця платформа з деокупації Криму чи Кримська платформа, яку готують цього року, вона прийде на найвищому рівні. І це буде ще один з прикладів боротьби України за відновлення територіальної цілісності і повернення Крыму и Донбассу. Как вы думаете, почему так сегодня происходит? С одной стороны, мы видим какие-то шаги в направлении деоккупации Крыма в виде инициативы проведения крымской платформы и так далее, но с другой стороны перекрывают голос Крыма фактически, лишая ее финансирования. Вот как коррелируются эти вещи между собой? Я думаю, що тут дуже важливо, я пам'ятаю, у 8-му скликанні в парламенті, коли ми виділяли кошти, здається, 150 мільйонів тоді на функціонування телеканалу АТР, і це була якраз і частина такої інформаційно-просвітницької кампанії і підтримку зв'язку з людьми, які живуть там в окупації, які під постійними репресіями. Мені здається, що дуже важливо зараз, і перед тим у вас була депутат-представник партії «Слуга народу», тобто доносити представникам, наскільки саме ваше мовлення є важливим в боротьбі за повернення Криму. І я думаю, що треба говорити з урядом, з президентом і їх переконувати, щоб взагалі таких випадків не було. Тому що це невеликі кошти, якщо подивитися взагалі видатки на утримання телеканалу, зважаючи на ту глобальну місію, яка в нього є. Дякую вам, пані Ганно. Дуже. Дякую. Дякую за порозуміння. Я дуже прошу вас зв'язатися з Лізою Яською, з іншими депутатами з різних фракцій, крім той, який ми всі знаємо як зрадників відвертих. І просто завтра я вже говорив просто з початку ефіру про цей план знищення АТРу, який розробив чітко Офіс Резнікова. Я все по
толком все буде розкладено. Я завтра на Українській правді прилюдню цей текст і це відео, як це буде працювати на те, щоб АТР не було просто. Я хочу вас обговорити це питання з якимось спільним запитом, може зверненням з трибуни Верховної Ради, просто внести ясність, да, в це питання. Яка це маніпуляція? Насправді дуже проста. Наші кошти, які кожен рік, як ви знаєте, 50 мільйонів приблизно були там окремо на АТР, хочуть розділити, значить, розділити на там невідомих нам, просто ніхто їх не знає, 14 додаткових мовників на Крим, де вони, і там на Донбас, хто про них щось знає, да? Вони з'явилися ось зараз, да? В січні. І наші кошти за конкурсом, там вживаються такі слова, як лоти, конкурсні лоти, як конкурентне середовище. Тобто ми маємо, тобто нам створюють конкурентне середовище Кримськотатарському каналу, і ми за свої ж кошти, які там 300 мільйонів на канал Дом і 50 мільйонів на нас були, ті кошти ніхто не чіпає, а наші кошти будуть там, змагання будуть там певні, нас хочуть залучити до цих змагань. І ми прямо сказали, що ми не будемо брати участь в цьому ганебному процесі. І я завтра все це розпишу, дуже просто, там 10 висловлень буде і відео. Дякуємо. Чохсаголос, пані Ганно. Дякую. Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання, була з нами на прямому зв'язку. А мені підказують наші редактора, що у нас є телефонний дзвонок в студію. Давайте приймемо. Алло. Алло, доброго дня. Доброго дня, ми чуємо вас, будь ласка. Вам чути? Так, звичайно, ми чуємо вас, будь ласка. Центр України, Кіровоград. Я хочу теж виразити своїх знайомих підтримку, щоб держалися, усе буде як потрібно. Але нам здається, що наша влада наша, не всі речі, не все ще не все виконує, не все робить для того, щоб як можна було скоріше повернути Крим в Україну. Якось так відбувається слабо, відбувається на всіх уровнях, оглядаються, когось запрошують. Самі, як більше можна було. Це ж не може стільки часу займати, щоб народ терпів, цілий народ, щоб так стільки ми дивимося, якось так дуже мало передач, дуже мало ще розказують, що насправді відбувається. Як росіяни себе ведуть там. Дякую. Як можна більше показується, більше в ефірі, щоб щось бачити було. І повірте, прості люди всі підтримують Крим. Дякую вам. Ми це знаємо. Ми знаємо, і просто я хочу, щоб також чули про це в Криму, кримські татари, українці, нормальні люди патріоти, що на самом деле люди, украинцы с нами, общество на самом деле с нами. И это выкручивают руки АТРу конкретные совершенно люди, конкретно под руководством вице-премьера Резникова, который прямо об этом и заявляет, как он будет действовать, он все это расписывает, да. Поэтому я в лицо ему говорю, что это враждебные действия по отношению к крымско-татарскому народу. Уничтожение АТР есть враждебный акт, так может сделать только враг крымско-татарского народа и не патриот Украины. Вот и все. А в обществе у нас понимание есть. Но мы доведем это понимание и до тех людей во власти, которые отвечают за политику, в том числе контрпропаганды. Нас сегодня поддержал журналист Роман Цымбалюк. Мне кажется, важно показать его видеообращение нашим телезрителям. Да, Роман Цымбалюк – это человек, единственный журналист, который, это самый крупный аналитик по России, тем более по медиа-войне, по пропаганде российской. И слова Романа Цымбалюка, записанные в столице Русского рейха, особенно, как по мне, ценные. И я бы рекомендовал прослушать их всем нашим чиновникам, депутатам. Вот. Он понимает, о чем он говорит, и он патриот. Давайте послушаем. Вы видите, пожалуйста. Что касается информационной безопасности, я был шокирован, когда вчера узнал, что, оказывается, наша прекрасная власть в лице того же Зеленского, они что-то намутили и лишили телеканал АТР государственного финансирования. Дело здесь не в деньгах, и вообще в Украине проблем с этим нет. Деньги есть всегда. Только вопрос, у кого и на какие цели они тратятся. Ведь АТР
Это голос крымских татар. Это телеканал «Символ». Кто-то говорит, что как это так? Частный канал финансируется из госбюджета. А как вы хотели? Но они не могут функционировать на оккупированной территории. И еще раз, это не вопрос финансирования. Мало того, финансирование для телеканала АТР, оно предусмотрено государственным бюджетом Украины, но там почему-то не намутили и перекинули это на какие-то другие статьи, что, мол, теперь АТР должен участвовать в каком-то конкурсе на оказание каких-то услуг, ну, очевидно, я не знаю, информационных. Правила этого конкурса нет. И как вы вообще это себе представляете? Дело в том, что вот здесь россияне, когда кричат по поводу Медведчуков, что это цензура, что это страшно, уже там Союз журналистов России возмущается, что не может быть. Хотя почему они не возмущаются, когда избивают в том числе журналистов на улицах Москвы и других российских городов во время протестов, я не знаю. Но им Украина болит больше. А здесь почему-то закрытие АТР воспринимается как признание Украиной аннексии и признание, мол, того, что Украина начала понимать, что вернуть Крым не удастся. Нет, нет, ребятки, так это не работает. У нас же крымская платформа. Что говорил Владимир Александрович Зеленский? Что никто до него ничего не делал до возвращения Крыма. Но закрытие АТР, лишение его финансирования, что-то мне подсказывает, что это неправильное действие. Спасибо большое Роману Цымбалюку, журналисту, который записал это видеообращение. Спасибо за поддержку всем нашим телезрителям. Продолжайте звонить нам в студию, нам важны ваши звонки. Подписывайтесь обязательно на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Там мы вещаем в онлайн-режиме, и там мы выкладываем все программы в записи. Нам подсказывают редактора, что к нам сейчас присоединяется народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. Давайте ее поприветствуем. Пані Ірин, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас, Цейдер Мождабе. Дуже приємно бути зараз з вами. Навзаєм. Пани Ирино, как вы оцениваете ситуацию вокруг телеканала АТР, когда сейчас правительство фактически лишает нас снова финансирования? Пытается лишить? Ну, ми не тільки від нашої фракції хочемо висловити слова підтримки телеканалу АТР і наголосити, що за попередньої влади канал мав відповідну фінансову підтримку для того, щоб не словом, а ділом так само демонструвати важливість боротьби за уми на окупованій території і підтримку кримсько-татарського мовлення. А ми і робимо кроки конкретні для того, щоб вирішити цю проблему, на якій вже не перший місяць. Власне, сьогодні представник нашої фракції Олексій Гончаренко на засіданні бюджетного комітету підняв питання негайного розблокування допомоги і підтримки такої державної телеканалу АТР. Я хочу сказати, що ми знайдемо можливість підняти це питання з трибуни Верховної Ради України. Днями ми це плануємо зробити завтра, прямо завтра, в п'ятницю, поставити це питання уряду, тому що перед день роковин трагічних подій на Майдані, захоплення Криму, політики, влада має демонструвати, що ми не словом, а тілом боремося за відновлення нашої територіальної цілісності, суверенітету і повернення Криму. А повернення Криму без поваги до корінного кримсько-татарського народу, без підтримки єдиного кримсько-татарського каналу – це просто слова. Для нас це очевидно. Дорогая Ирина, я благодарю вас, Алексей Гончаренко, также благодарил в эфире, вот кто у нас были до вас, включались, Лизу Ясько, Ганну Гопко, за то, что вы понимаете, что происходит. Я, наконец-то, само министерство, которым управляет вице-премьер Алексей Резников, опубликовало, что они хотят с нами сделать. Я это называю просто план уничтожения телеканала АТР имени Алексея Резникова. Там все очень просто, я в двух словах вам тоже скажу, чтобы вам было чем обменяться мнениями с коллегами из разных фракций
патриотами. Просто те 50 миллионов, которые ежегодно давались на телеканал АТР, хотят пустить по конкурсу еще с 14 вещателями, которых я вообще не знаю, кто это вещатель, где 14 вещателей на Крым и на Ордло. При том, что 300 миллионов дали каналу Дом, нам 50 миллионов, вот такое соотношение, да, Ордло и Крым, например, да, но это я не комментирую, я за то, чтобы все каналы были, да, такие известные, по крайней мере, которые работают. Какие-то еще 14 вещателей, и вот эту сумму хотят поделить между на конкурсе через какое-то время, через полгода, в том числе и с участием нашим, да. Мы отказываемся участвовать в этом конкурсе, никаких лотов мы там претендовать не будем, ни на каких условиях соревноваться с неизвестными 14 вещателями, которые откуда-то подали заявки на помощь, мы тоже не будем. Потому что любая сумма меньше той, которая заложена в бюджете, вами же, депутатами, она означает смерть телеканала АТР, и так нас уже будут отключать, суды подают за спутники долги, потому что еще 15 миллионов долга за 2019 год, да, когда нам не додали в последний день, и мы не смогли, и их долг до сих пор висит, да, и если эта сумма будет разделена вообще на кого-то, да, то есть вообще как это делить деньги, выделенные на Крымско-Татарский канал, это вообще цинизм и унижение, дискриминация нашего народа. Все прекрасно знали, на что в бюджете эти деньги, да, их переделывают в субсидии на услуги, а потом хотят устроить непонятно когда конкурс, видно, когда мы умрем, 26 февраля или там 18 мая, под празднички, так сказать, в понимании людей, видимо, которые так к нам относятся. Вот я прошу завтра вас тоже прочитать, я текст опубликую на «Украинской правде», и видео сегодня уже выложу, значит, где просто объясню, что происходит, прям очень коротко. Это просто план уничтожения, то есть сознательно делается то, после чего АТР не должно быть. Спасибо большое вам за поддержку. Ми ознайомимося з цією інформацією, тому що вона для мене тільки прозвучала, і для нас очевидно, що всім сестрам пасіргам це не може бути державною політикою. Я хочу нагадати, що, на жаль, нинішня влада вбила і намовлення телеканал, і дійсно народила цей дом. Я не коментую зараз цей телеканал, тому що поки що він тільки в стадії встановлення, і рейтинги його дійсно невисокі, і поки що це амбітні плани, що він захопить з собою там окуповані території, щоб там боротися за умив, це поки що тільки плани. Але для нас очевидно, що в окупації в Криму залишаються кримські татари, українці, і в умовах, коли немає звільнення заручників, в тому числі кримських татар, в умовах, коли Росія грубо порушує права людини на окупованому півострові, блокуючи кримсько-татарські українські школи, блокуючи меджліс. АТР – це не просто мовник, а це і символ підтримки української держави, саме кримсько-татарського мовлення. І ми тут будемо відстоювати позицію достатньої підтримки фінансування єдиного кримсько-татарського каналу. Це має робити Україна. Дякую вам. Дякую. Чоксагл у нас пані Ірина. Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність» була з нами на прямому зв'язку. К нам сейчас присоединяется Андрей Ермоленко, художник. Давайте его присоединим к нашему эфиру. Мы слушали его уже видеообращение. Он с нами на прямой связи. Пане Андрію, чуєте нас? Так, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Для начала спасибо вам огромное за вашу поддержку. Мы сегодня уже выдавали в эфир ваше видеообращение. Есть ли у вас что добавить? Да. Я вважаю, що мені дуже страшно, тому що зараз за хайпом те, що відключили канали Медведчука, люди не звертають увагу, що зараз коїться реальний злочин проти кримсько-татарського народу в незалежній Україні, тому що є лише один мовник кримсько-татарською мовою, а кримські татари – це корінне населення України, один із корінних народів України. І що таким чином Україна не піклується про своїх громадян. У нас є єдиний проукраїнсько-кримсько-татарський канал – це АТР. Якщо ми його зараз не захистимо, то ми втратимо довіру людей, які весь час підтримували українців і українську державність. Це саме страшне, що є, взагалі. Це те ж саме, що десь на рівні того, що дати воду в Крим. Чи визнати те, що Росія назавжди анексувала Крим. Це забрати голос Криму, це забрати голос Кремли. А оскільки
Ми знаємо, що якщо хочеш знищити націю, треба забрати у неї мову. А в цьому випадку ми забираємо у неї мови. І я дуже за це переймаюся. Я взагалі переймаюся за кримських татар. Я дуже переймаюся, що я дуже хочу, щоб українці вийшли на захист АТР. Тому що мовчати на гріх – це гріх. І любе мовчання породжує нові злочини. Як це були голодомор, як це було виселення Кремли. Один раз промовчали, другий раз промовчали, і далі цей маховик закручується все більше і більше і більше, і ми таким чином можемо провтикати свою Україну. Десь так. Дякуємо. Дякую тобі, Андрію, за підтримку. Я дуже це ціную. Дякую. Чохсагулнас, пане Андрію. Ну, а ми прерываемся ненадолго. Марафон «Сейф АТР. Голос Крыма Мая» будет в эфире продолжается. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Далее в этой студии будет журналист Осман Пашаев с ректором Таврического национального университета имени Вернадского. Продолжит марафон. Оставайтесь первым с крымстарским телеканалом. Коршкенчик. Не примикайтеся. Гроші
Гроші, які телеканал АТР мав отримати з державного бюджету як пряму підтримку, Мінреінтеграції планує розділити між іншими ЗМІ. Про це сьогодні офіційно повідомив заступник міністра Ігор Яременко. Для цього у міністерстві готують тендер, і начебто вже є 14 мовників, які бажають взяти участь у конкурсі. У відомстві це пояснили тим, що цього року Мінреінтеграції отримало у 2,5 рази менше грошей на підтримку ЗМІ, які мовлять на тимчасово окупованій території. Тому внутрішнім розпорядженням міністерства кошти, які телеканал АТР мав отримати як субсидію, перевели у категорію надання послуг. Розподіл грошей серед багатьох мовників там пояснили необхідністю створити конкурентні умови та посиленням присутності України на тимчасово окупованих територіях. Ці кошти не призначені конкретному мовнику. Ми розуміємо важливість підтримки, зокрема, каналу АТР, традиційною аудиторією якого є представники кримсько-татарського народу. Так само потребують підтримки інші канали, які були змушені виїхати з тимчасово окупованого Криму і ОРДЛО. Скажімо, народні депутати з Донецької і Луганської областей, які голосували за бюджет, постійно наголошують на підтримці мовлення на Донбасі, адже ситуація там дуже складна. Бюджетом цього року на фінансування програми забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та підтримка системи державного іномовлення України передбачено 348 мільйонів гривень. З них 50 мільйонів 340 тисяч на фінансування телеканалу АТР. Інші гроші, а це 298 мільйонів 427 тисяч на фінансування телеканалу ДОМ. Тобто у державній програмі жодного слова немає про мовлення на окупованій території Донбасу. До того ж, телеканал ДОМ саме позиціонує себе як канал, який має з'єднати материкову Україну з окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Але у Мінреінтеграції вирішили поділити гроші саме АТР. І це незважаючи на те, що вони були призначені саме як субсидія, тобто пряма допомога. Таке рішення загрожує подальшому існуванню першого кримсько-татарського телеканалу, який був змушений виїхати з Криму через окупацію. До того ж ставить під сумнів виконання самої державної програми про розвиток мов корінних народів, які проживають в окупованому Криму. Если министерство или президент, в том числе, считает, что крымские татары важны и нужны, он должен относиться соответствующим образом к нам. Как к равным. И даже выше, чем равные, потому что мы коренной народ здесь находимся. И не надо стесняться этого слова. Мы коренной народ всей Украины. Мы стержень этой страны. Стержень, корневой стержень. Есть еще много других стержней, которые есть в этой стране, но мы один из них, на который можно опираться. И уже не раз в истории мы доказывали в историческом масштабе своих историй, что на нас можно опираться. Підтримка телеканалу АТР триває. Український музикант-соліст гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк опублікував світлину із хештегами «Сейв АТР» та «Голос Криму має бути в ефірі». Художник Андрій Єрмоленко у своєму відеозверненні назвав АТР справжнім голосом Криму. Він зазначив, що без державного фінансування телеканал не виживе, а для того, щоб знищити народ, треба прибрати його з повістки денної. Кримські татари в незалежній Україні завжди були опорою українцям, через що тепер в умовах окупації розплачуються за це, стаючи жертвами репресій з боку Російської Федерації, наголосив директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурт. На його думку, Україна повинна підтримувати єдиний у світі кримсько-татарський телеканал. А журналіст та блогер Аркадій Бабченко навіть звернувся до президента України Володимира Зеленського із питанням, чому більше року єдиний кримсько-татарський телеканал функціонує на межі закриття. Дорогая власть, я уж не знаю, кто там ответственен конкретно за этот вопрос, но скажите мне, пожалуйста, вот Владимир Александрович вчера в интервью сказал, что никто до него о возвращении Крыма не думал, и он первый политик, который будет думать о возвращении Крыма. Вот, Владимир Александрович, вот если вы думаете о возвращении Крыма, скажите, пожалуйста, как так получается, что уже больше года единственный крымский татарский канал у вас функционирует на грани закрытия, не получая финансирования, имеет дикие долги за «Спутник», которые ему сказали уже, что будут закрывать, потому что «Спутник» хошь как хошь, а надо оплачивать. Так вот, каким образом вы собираетесь возвращать Крым? Вот хотелось бы получить ответ на этот вопрос.
Крымские татары в независимой Украине всегда были опорой украинскости в Крыму. После российской аннексии они за это расплачиваются преследованиями, похищениями, арестами, посадками, убийствами. Украина в долгу перед крымскими татарами. Мы обязаны поддерживать единственный в мире крымско-татарский канал. Голос непокоренного народа, сохранившего достоинство, готовность отстаивать свою свободу і вірність Україні. Щоб знищити народ, варто прибрати його з повістки денної. Цю повістку. І так, по нашим телеканалам ми дуже мало почуємо про проблеми кримських татар. Про ці проблеми розказував АТР. На даний момент, знову таки, телеканал на межі виживання. В той момент, коли всі радісно аплодують, що закрили помийки Медведчука, я також це підтримую, що закрили. Але я боюся, що люди можуть не помітити, як зникне справжній голос Криму. Прокремлівські медіа під забороною. Рада нацбезпеки і оборони ввела санкції проти соратника Медведчука та анулювала ліцензії 3 його телеканалів – 112-го, ЗІК та Ньюзван. Санкції пізно ввечері підписав президент Володимир Зеленський. Вони накладаються на нардепа від опозиційної платформи «За життя» Тараса Козака. Саме його називають гаманцем путінського кума Медведчука. На нього й оформлені ці медіа. Вони вже припинили мовлення вчора о 23-й годині. Окрім цього, заблоковані всі активи Козака. Його рахунки заборонено виводити активи та передавати бізнес іншим людям. Санкції діятимуть 5 років. Скасувати рішення РНБО може глава держави або Верховний суд. В Офісі президента України санкції назвали боротьбою з російською пропагандою в Україні, а в СБУ мають докази фінансування каналів з Росії. Відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства. Робота Служби безпеки також заслуговує на окрему подяку. Жодного сумніву, що всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь. Проти України ведеться гібридна війна, зокрема і на інформаційному полі. Ми маємо системно їй протидіяти, аби захистити інтереси держави. Запровадження санкцій – ще один важливий та послідовний крок для цього. Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України. Блокування проросійських медіа сколихнуло соцмережі. Всю ніч українці коментували санкції, кепкували з кума Путіна Віктора Медведчука. А хтось назвав це найкращим вчинком президента Зеленського на посаді та помітили зв'язок з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Вже на ранок депутати від ОПЗЖ оточили парламентську трибуну. Нардеп Вадим Рабинович кричав про буцімто утиски свободи слова, назвав Зеленського фашистом та пригрозив імпічментом. Реакція депутатів інших фракцій була красномовною, а нардеп зі «Слуги народу» Микита Потураєв зірвався на сміх. Ми ініціюємо процедуру імпічмента президента Зеленського, що познущався над виборцями, над країною. Сьогодні фашизм в нашій країні отримав свій колір – зелений. Але як наші діди та батьки свого часу зупинили і перемогли фашизм, ми, їх нащадки, зробимо те ж саме і переможемо. Но пасаран, фашизм не пройде. І ви всі погибнете, тому що ви дьявол, фашистський дьявол. Вставай, страна огромная! Сейф АТР, марафон по спасению телеканала. Это даже уже не дежавю,
потому что дежавю это повторное такое, как бы повторение событий, это какой-то день сурка. Я просто коротко напомню за ту историю АТР, которому там еще меньше 15 лет, сколько раз он был на грани закрытия. Еще в Крыму в 2013 году его лишали попадания в Т2, в цифровое вещание. Это во времена Януковича. Дальше оккупация, 14-15 год, когда уже лишила оккупационная власть. 15-й переезд в Киев, и в 16-м, только после того, как АТР пригрозил уже переездом в Литву, власть тогдашняя взялась за решение этой проблемы. Прошлогоднее отсутствие финансирования после смены Порошенко на Зеленского. И вот уже это на моей памяти 5-й раз. Сегодня наш гость в студии, исполняющий обязанности ректора Таврического национального университета, кстати, еще одной институции очень важной, которая возродилась здесь уже после оккупации в Крыму. Владимир Павлович Казарин, здравствуйте. Добрый вечер. Кстати, помню вас по эфирам по спасению АТР еще в Крыму в 2014 году. Как вам вообще? Просто смена обстановки. Вот я слушаю вас и тоже думаю, что тут слово дежавю не подходит, потому что это на дежавю. Да, день сурка, да. Да, и это, вернее, будет день сурка. Вы знаете, в принципе, становится грустно. Потому что, ну ладно, один раз там прошли через эту ситуацию, наступили на грабли, потом второй раз наступили на грабли, потом третий. Грустно, потому что невозможно понять целеполагание того, что происходит. Ну вот, допустим, если обращаться к власти, скажите, пожалуйста, у вас в Украине есть другая медиаплощадка, которая профессионально, полностью, широко, с сознанием дела отражает вот этот крымский контент. Он широкий, он касается всего Крыма и одновременно касается, может быть, самой активной, социально активной, самой деятельной и самой самоотверженной. Ну, только вспомним, сколько людей жизнь отдали из числа крымских татар за то, чтобы защищать Крым вот в этот новейший период после оккупации 2014 года. У вас есть другая такая площадка? Нет. Вы готовы создать такую новую площадку? Это потребует не только денег, это самое малое, что она могло бы потребовать. Но самое главное состоит в том, чтобы коллектив собрать, для того, чтобы профессионалов, которые понимали бы в этой проблематике и 10 лет назад, и 15 лет назад, что было, и 30 лет назад. Мы с вами об этом сейчас вспоминаем, а я ваши коридоры Крымского телецентра в той поры и 13, и 12, и 14 помню. Ведь тогда АТР превратился в центр международной журналистики. Не в телекомпании «Крым», не в «Черноморке», при всем к ней уважении, она тоже трудные времена переживала, во всяких других телеканалах. У вас все корреспонденты мира приезжали, перезаряжали свои аккумуляторы, обменивались мнением. Я из Феодосии, а я из Алупки. Что в Алупке? Там есть то-то, то-то. Хорошо, я поеду в Феодосию, сниму то, что ты видел, а я поеду сниму туда. Это Аль-Джазира, это Франс Пресс, это там, и всякое. Это чешские каналы, всякие другие. И я когда тогда приходил на какие-то передачи, тут же они как бы перехватывали, а нам в коридоре дайте интервью, а нам дайте в коридоре, и пошло. АТР тогда был голосом Украины и голосом Крымской Украины. Там это все снималось, и оно потом расповсюдживалось по всему миру. Есть фраза Валентина Самар, известной журналистки, что АТР в тот момент был фактически украинским CNN, потому что благодаря АТР мир видел не мирное и переход в родную гавань, а все, как происходили захваты бесшевронных зеленых человечков. И АТР снимал вот эти уличные пикеты, уличные вот эти, когда женщины стояли вдоль дорог, они показывали, как у иностранных журналистов отнимали камеры на улице, засовывали в машины, эти боевики увозили, потом это перепродавали. Они устанавливали мосты с Баку, с Москвой, с Петербургом, с Нью-Йорком, со Стамбулом, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле я понимаю ярость всех тех, которые тогда пришли захватывать Крым, потому что, по сути дела, была гигантская дыра в борту этого устаревшего авианосца, пришедшего захватывать Крым, если считать, что Крым как бы непотопляемый такой авианосец. Они понимали, что все, что они пытаются спрятать, АТР тут же все вытаскивает и показывает. И люди со всех концов мира, и, господи, Скандинавия выходила на сайт, кто только не выходил. Они это все понимали и видели. У вас есть сегодня такой ресурс? Нет.
Вы говорите сегодня о разработке государственной программы по развитию украинского языка, крымско-татарского языка, крымско-татарской культуры, крымско-татарской музыки, крымско-татарского, так сказать, понимания мира, жизни и в том числе верования и всего остального. Вы говорите правильные слова в этом документе, который вы подписали, что нужно в том числе, чтобы крымско-татарский язык не только крымские татары осваивали, чтобы его могли осваивать все остальные. Вот это правильный европейский подход, чтобы другие могли это все делать. В контексте такой поставленной вами задачи, какой другой ресурс, кроме этого, может вам помочь это сделать? Никакой. Все, что вы попробуете сделать заново, будет в 4, в 5, в 25 раз дороже и в итоге будет неэффективным, потому что самим своим происхождением из Крыма любой оператор вашей студии, у него там многие десятки всяких знакомых, которые предупредят, что там произошло вот это, а там обратите внимание на эту ситуацию, а вчера арестовали такого-то, а есть большая проблема с детьми в этой семье многодетной, и в итоге вы все время полнитесь этой информацией, вы самый полный отклик на весь круг крымско-татарских проблем. Зачем вы воюете с этим телеканалом? Вы хотите сказать, что он частный, и вы не можете давать державные средства на этот канал? Весь мир давным-давно эту проблему решил. Украина тоже ее решила. Есть закон о державно-приватном партнерстве, согласно которому сегодня эти проблемы снимаются. По этому закону, если подойти, то АТР может сотрудничать как приватное с державными организациями и получать в том числе деньги. Потому что главный интерес государства, чтобы полнота освещения была, и в этой сфере никто, кроме телеканала АТР, этого не сделает. Я еще кое-что добавлю нашим телезрителям. Если до вчерашнего дня было, может быть, такое ощущение, что Алексей Резников, вице-премьер-министр и министр по реинтеграции оккупированных территорий, просто, может быть, недопонимает крымскую тему и, будучи киевлянином, не совсем в контексте происходящего, то сегодняшние ответы о том, что якобы имеются 14 других вещателей, и деньги в 50 миллионов гривен, напомню, это там чуть больше 1,5 миллиона долларов, будут распределены между 14 вещателями с оккупированных территорий, но это по меньшей мере я могу назвать это фарисейством, потому что это очень напоминает 2015 год, когда российские оккупанты закрыли АТР в Крыму, и тогда еще ОБСЕ как-то обращало внимание России на ущемление прав коренного народа, и в том числе вытеснение свободных СМИ с полуострова. Россия говорила, ну как же, у нас 53 крымско-татарских СМИ. Какие 53 крымско-татарских СМИ? Вот это вот 14 вещателей, это мне очень напоминает российский месседж про 50 крымско-татарских СМИ и прекрасное положение крымских татар в оккупированной России. Поэтому то, что делает Алексей Резников, если говорить приличными словами, это попытка перевести крымско-татарское вещание для коренного народа на, как сказал Арсен Жумадилов, в проектную плоскость. Так не может быть. Действительно, люди, специалисты, которые здесь есть, они не могут работать проектно. Спутники и прочие лицензии не оплачиваются проекты. Здесь может быть только программная поддержка. И эта программная поддержка присутствует в том числе в документе, который для Украины тоже очень важен. В резолюции Европарламента 2016 года, где АТР звучит отдельной строкой и необходимость его финансовой, в том числе, поддержки. Кроме того, Украина подписант Декларации прав коренных народов, где черным по белому написано о том, что не имеет значения, какая форма собственности у вещателей, которые вещают для коренных народов, в понимании, что у коренных народов может быть только один вещатель, он может быть частный. И эта ситуация требует государственной поддержки вне зависимости от того, какая внутренняя политика государства по отношению к частному бизнесу и государственному. Вот так я много... Я хочу поддержать этот последний ваш тезис. Давайте вспомним крымскую ситуацию. Коренные народы, народ Краимы, коренной народ крымчаки. Они создали музей своих народов. Они проводили фестивали своих народов, чтобы не дать им умереть. И кухню восстанавливали там, и все остальное. Они издавали газеты своих народов. Они приходили к нам в университет и просили, чтобы мы, например, там на отделении крымско-татарского языка частично учитывали интересы там караимов и крымчаков, и что-нибудь дополнительно им давали.
это все делалось ими за счет денег, личных денег этих энтузиастов и за счет тех бизнесменов, которые ощущали свое родство с ними или, например, просто ощущали необходимость поддерживать это. И они из своих денег это все осуществляли. И, кстати, это самый единственный чистый и единственный правильный способ, когда вы видите, что эти люди делают дело, и проверка каждый раз знакомства показывает, что это так, и вы им оказываете, вы им целевую помощь. Вы не заставляете их стоять в очереди и доказывать там среди 30, 40, 50 участников, что мы можем это сделать. Да понятно, что этих участников на самом деле 1, 2, 3. Крымские татары, там караимский ресурс и крымчакский ресурс, если, например, об этом говорить. Никак иначе они не могли просуществовать, кроме как на частные эти средства. А никакой помощи державные агенции этому всему не оказывали. И вы именно это им ставите в вину. Если уж говорить о том, как же поддерживать коренные народы, тем более у нас идет, по-моему, десятилетие коренных народов сейчас по миру, то изобретать Алексею Резникову, министру, вице-премьеру, велосипед не нужно. Украина как раз та страна, которая очень хорошо понимает по своей советской истории, можно иметь даже государство, которое в ООН, Украинскую ССР, и все атрибуты власти, но русифицировать, и это было очень заметно в 70-е, 80-е годы, отсутствием контента, когда кинопроизводство, и все было, переходило постепенно на русский язык, и русификация сошла прежде всего городского населения. Есть прекрасная статистика по Российской Федерации, где второй по численности народ татары, казанские татары, Татарстан, за 10 лет, с 2005 по 2006 год, 6-миллионный казанско-татарский народ потерял носителей языка 1 миллион за 10 лет. То есть даже такой крупный народ со своим образованием автономным на территории России и даже до 2018 года со своим государственным языком обязательным, он терял 1 миллион носителей за 10 лет. Что можно сказать о Крыме, где коренной народ составлял 300 тысяч вот в эти годы, до оккупационного около 300 тысяч. Именно в 2011-2013 год фиксируется замедление вот этого процесса потери носителей языка именно только благодаря тому, что АТР стал тем вещателем, он имел рейтинги это за мир абсолютно коммерческий, вышел на первое место, он делал контент на крымско-татарском языке, который смотрели и дети, и взрослые, и подростки. А АТР мог позволить себе производить около 2 часов информационного контента, около 2 часов ежедневно своего развлекательного контента, и тогда не искал денег. Благодаря тому, что у собственника тогда был смежный бизнес, который покрывал расходы АТР. Сейчас это просто невозможно. Мы видим, что оккупация сделала невозможным, чтобы крымско-татарский язык и крымско-татарский контент был коммерческим. Сегодня это задача государства. И как говорит, вот сейчас вспомню здесь Павла Казарина, задача Украины приватизировать крымско-татарский миф, и приватизация крымско-татарского мифа о Крыме в том числе предусматривает поддержка и сохранение его языка. Кстати, вот Алексей Резников, вроде бы, вот вы вспомнили, неплохие имеет инициативы о том, чтобы популяризировать крымско-татарский язык по всей Украине. Вы знакомились с этой концепцией? Написано, на бумаге это написано. Я хочу это видеть в реальности. І у нас на зв'язку народний депутат України від «Слуги народу» Микита Потураєв. Доброго вечора. Доброго вечора. Радий бачити. Радий теж бачити вас. Пане Микита, от що відбувається? З одного боку, міністр нібито розуміє важливість кримсько-татарської мови, і він, в принципі, автор концепції популяризації кримсько-татарської мови серед України, серед українців, а не тільки серед кримських татар. З іншого боку, оці слова, що є 14 мовників з окупованих територій, серед яких 50 мільйонів гривень будуть розігруватися на якомусь конкурсі. Ну це трошки фарисейство. Це на російський меседж схоже, що в Криму 53 мовники кримсько-татарських, все з кримсько-татарськими медіа дуже добре в окупованому Криму. Дивіться, я сподівався, що у мене буде відповідь на це запитання вже от на момент цього включення, бо я якраз зараз на спільній нараді з міністром. І я вискочив до вас, ще ми не встигли дійти до цього запитання. Ви мою позицію знаєте. Я вважаю, що кримсько-татарський мовник має утримувати так зване, те, що я називаю лінійне фінансування, тобто те, яке забезпечує точно безперебійність роботи мовника.
А додатково, звичайно, може ще брати участь в грантових програмах, там, значить, під там певні проекти отримувати додаткові гроші. І от я зараз закінчимо нашу розмову, і я повернуся якраз обговорювати на це питання. Тобто, я думаю, що якщо ми припустимо завтра повернемось до нього, то я буду мати вже більш чітку відповідь від міністра. Моя позиція незмінна, от як вона була в 2019 році, так вона незмінна і до сьогодні. А на вашу думку, як можна вийти з того, щоб щороку це не відбувалося в ручному режимі, і кожен раз ми отримали якісь кризи, можливо? От я якраз хотів би, щоб ми це вирішили разом назавжди. Ну тому що звичайно, що ми всі сподіваємось на повернення Криму в склад України в такій, знаєте, короткостроковій перспективі, але тим не менше, треба, я вважаю, вирішувати. Яке ваше бачення? Це приватне державне партнерство, чи окремий закон про ОТР, який з наглядовою радою від імені держави буде замовником і гарантує там щорічне його фінансування? Яка форма того, щоб це вирішити раз і назавжди? Ваша думка? Дивіться, я думаю, що ми знайдемо в існуючому законодавстві можливість вписати певну поправку для того, щоб просто передбачити стабільне фінансування. Я вам дуже дякую. У нас точно є декілька законів, які дозволяють це зробити. Дякую. Це Микита Потураєв, який каже, що зараз на Раді ще не дійшли до питання АТРу і найближчим часом отримаємо відповідь, яким чином це питання буде вирішено. Дякую. Наснаги вам. Дякую. Гарного вечора. Ну, знаете, я хочу чуть-чуть с вами пополемизировать по поводу этой проблемы. И что мы, может быть, немножко неправильно делаем? Мы говорим об этой проблеме, о телеканала, проблеме, относящейся к Крыму и к коренному народу, как какой-то немножко региональной. Вы же носители тюркского языка, одного из тюркских языков, крымско-татарского. В этом смысле ваш телеканал свободно входит в турецкое пространство, в кавказское пространство, вы понимаете, тюркских языков, там, центральноазиатское пространство, потому что так или иначе они все крымско-татарский язык в той или иной мере больше или меньше понимают. И в этом плане развитие, распространение вашего телеканала, вашего контента – это украинский голос, звучащий во всем гигантском, необъятном, громадном тюркском мире. И в этом смысле ваш телеканал посол как бы международный в этом информационном пространстве, который этот голос доносит. Потому что тот же Казахстан под мощным прессингом российских СМИ, в этом смысле развитие вашего канала и донесение вашего голоса туда, это прорыв в этой блокаде. Азербайджан это понимает, и многие другие. Я просто хочу сказать, что существование вашего канала, вот иногда говорят, нужно создать международный телеканал Украины. АТР и есть международный канал. И громадное пространство земного шара, которые связаны с тюркскими языками, они, пожалуйста, и Казань та же, они, пожалуйста, и клиенты этого всего, и думают, что он только что-то такое маленькое, небольшое, связанное с Крымом, это принципиально неправильное понимание существа этой проблемы. Возвращаясь к этой концепции популяризации крымско-татарского языка, Всеукраинный не ТНУ, такой базовый университет, в котором готовят специалистов по крымско-татарскому языку. Как вы себе видите вот эту популяризацию? Это внедрение в экспериментальных каких-то школах крымско-татарского языка? Или это повсеместное минимальное обучение крымско-татарского по всей Украине? Я думаю, что если, мы уже как-то обсуждали, я повторю еще раз вот тот тезис, что если мы пойдем по пути, что вот типа мы даем крымско-татарский язык и литературу, и это образование, и специально какое-то количество школ создадим, где они будут преподавать, мы загоним это дело в тупик. Потому что должен быть иной путь. И он в Крыму нами был в свое время найден. Кстати, первым создателем сначала отделения, а потом факультета крымско-татарской филологии был Джефер Бекирович Бекиров, который первым когда-то это приехал и начал создавать. И тогда уже это зарождалось. Я говорил, что в нашем университете мы предлагаем крымским татарам и всем остальным, которые хотят изучать крымско-татарский язык, приходите, поступайте на это отделение, учитесь первый год, покажите, что вы заинтересованы, умеете учиться и умеете эти знания как бы осваивать. Со второго года мы вам всем скажем, кто хочет параллельно учиться на истории, кто хочет учиться на экономике, кто хочет учиться на праве, кто хочет учиться на истории, на философии, на чем угодно. И в результате, мы в Крыму это освоили, вы будете получать по окончании 2 диплома. Один крымско-татарский, а второй вот это все любой специальности. И в этой жизни
как она сложится, или по одному диплому, или по другому диплому, а скорее всего по объединенному диплому. Вы становитесь историком, который через крымско-татарский язык входит во всю проблематику тюркского мира. И вы ездите в Стамбул, в Баку, без всяких наушников, вы слушаете доклады, вы выступаете, пишете, читаете статьи, вы становитесь экономистом, для которого тюркский мир, экономика тюркского мира легко доступна. И то есть в результате крымско-татарский язык на самом деле для тебя никакая не обуза. Один мне говорит, ну я его выучу, ну и где-то работа, которую я получу с одним дипломом. Мы тебе дадим второй диплом. Будешь настойчив, мы дадим тебе третий диплом. Это сегодня в мире все так делают. И ты становишься человеком. Вы опробовали это уже в ТДУ? Мы предлагали, 3 человека как бы за это взялись, но вот надо сказать, что так как сегодня студенту трудно живется, стипендия 1100 гривен, за общежитие надо 700 отдать, на руках остается 400 гривен для того, чтобы и транспорт, и поесть, и девушку на чашку кофе пригласить. В этом смысле еще одна проблема. Мы удивляемся, почему молодежь уезжает или не хочет учиться. Условия не созданы. Если у нас минимальная зарплата совсем другая, почему стипендия 1100? Ну, как на нее можно прожить в ВУЗе и так далее. Но, в принципе, опять же, тут определенное стимулирование нужно. Но даже без стимулирования, если мы все вместе вот за это возьмемся, мы вырастим новое поколение специалистов, которые одинаково на украинском языке, одинаково на крымско-татарском, на любом тюркском языке будут заниматься этими проблемами, и Украину введут в это семейство как родную и обязательную. Вы как раз уже перешли к более широкому контексту, к контексту вообще понимания Крыма и будущего Крыма. И одного из аспектов его реинтеграции является это завоевывание молодежи, да, умов молодежи. Как статистика прошлого года, 400 примерно абитуриентов из Крыма поступили в украинские вузы, из 10 тысяч. То есть это около 4%. Это даже больше, чем в 2018 или предыдущие годы, но достаточно ли 4%? Нет. Вот эту статистику, я бы ее раскритиковал. На самом деле это больше. Только в нашем университете это где-то почти под эту цифру в общей сложности. Это в общей сложности, я говорю год. Да. Ну, за год. В целом, в общей сложности, если брать детей с оккупированных территорий, да, тут немножко цифра касается всех. Если о Крыме. Да. Понимаете, во-первых, мы не можем не видеть, что каждый год все жестче и жестче переезд и запреты на эти переезды. В этом году вообще у нас катастрофическая ситуация. Они же объявили одна поездка в год. Ну, правда, сейчас Новый год, и опять ты можешь один раз съездить, а у нас карантин продолжается, поэтому второй раз тебя не разрешим. Учеба, по-моему, позволяет. Вот сейчас те, которые уехали туда на Новый год, и у кого это вторая была поездка, их сейчас не выпускают назад, они нам все пишут заявления, и мы им разрешаем дистанционно, находясь в Крыму, учиться до той поры, когда как бы закончится там вот этот карантин, объявленный уже российскими властями, не нами объявленный. Это раз. Второе, вы знаете, если мы хотим помочь нашей молодежи, стать будущим и надеждой страны, надо в нее тоже как бы вложиться. Нельзя платить ребенку с оккупированной территории стипендию 1100 гривен. Полтавский мальчик, львовский мальчик, любой он съездит на уикенд домой, подкормится, мама ему наложит сумку там всяких там солений, это он привезет домой и еще 2-3 недели будет этим питаться. Где ребенок с оккупированных территорий не съездит туда. А если он туда поедет, назад ни с какими продуктами его, что с Донбасса, что с Крыма не пропустят на этих пропускных пунктах. Ему сложнее, ему дороже, ему труднее жить этому ребенку, этой девочке и так далее здесь. Почему 1100? Поднимите для детей с оккупированных территорий, хотя бы до 2000 эту стипендию. За счет государства оплачивайте ему 700 гривен, которые он должен платить за общежитие. Снимите с него это. Дайте ему чуть-чуть вздохнуть и подняться. Потому что у меня многие приходят и говорят, вы знаете, мы сейчас, наверное, прервем учебу. Но если можно, мы отчислимся, но мы придем через полгода назад, через год. У меня заболели братья и сестры. Мама просит приехать, чтобы я им помогал. Мне нужно подработать, мне нужно... У них масса бытовых проблем, которые затаскивают их в эту почву, что называется, совершенно безжалостно. Мы поднимаемая нами сейчас проблема, она что же туда позволяет заглянуть? Как они там живут? Как их родные находят деньги, чтобы им чуть-чуть помочь? Почему это все становится только проблемой самой семьи и не проблемой государства, которое должно об этом думать? У нас на прямому зв'язку народна депутатка України Іванна Климпуш-Цицадзе. Доброго вечора, пані Іванно.
Добрий вечір. Я насправді вас дуже погано чую через якісь шуми. Я розумію. Питання просте, чому, скажімо, Європарламент в своїх резолюціях каже про необхідність підтримки каналу корінного народу в 16-му році АТРу. Там Литва готова була з 16-го року прийняти АТР в себе. В Україні постійна проблема з нерозумінням, що треба підтримувати цей канал. З чим це пов'язано, на вашу думку? Ну, ви знаєте, мені досить складно зрозуміти, чому немає системної підтримки каналу. Мені здавалося, що вже всі аргументи були викладені, зокрема минулого року. Як на мене, досить потужно включилися і наші депутати, і проводили розмову. Я знаю, що Медведчук кримсько-татарського народу зустрічався із президентом Зеленським, із представниками уряду, представниками Міністерства культури, яке мало би запропонувати такий відповідний рядок у бюджеті країни. І ці відмовки, які ми зараз чуємо стосовно там приватних власників чи неприватних власників, я переконана, що можна знайти формулу того, як це питання вирішити. Але поки що не бачимо цього апетиту. Я, на жаль, думаю, що це пов'язано з тим, що влада сьогодні придумала цей канал «Дом», який нібито функціонує на окупованій території Сходу і на Крим, і вона, можливо, вважає, що вона цим закрила, власне, потребу в такому каналі. Хоча це абсолютно не є замінником, і це не є мовленням якраз на рідній мові, вибачте за тавтологію, кримсько-татарського народу, зокрема так само, коли є хоча б частина мовлення такого на рідній мові. Тому мені досить складно сприйняти логіку, яка зараз працює. Пані Івано, ваш колега по партії Володимир Омелян вчора в інтерв'ю для АТР сказав, що зовнішній політичний напрямок – він повністю під контролем голови адміністрації президента Андрія Єрмака, а в Єрмака є свої домовленості. Все, що стосується Криму, може дратувати Російську Федерацію. АТР – один з цих подразників, який роздмухує все в Криму і серед кримсько-татарського населення. Наскільки це може впливати на ставлення влади до АТР? Ви знаєте, мене просто непокоїть інше. Ми багато чуємо останнім часом про те, що, наприклад, влада просуває створення так званої кримської платформи. І я би абсолютно щиро хотіла там вітати таке намагання нібито поставити питання вирішення повернення Криму в унітарну державу Україна, яка відновила би свою територіальну цілісність, включно з Кримом, але, на жаль, я поки що не бачу змістовного наповнення цієї кримської платформи і що саме пропонує наша влада. Тому цілком вірогідно, що це є, на жаль, такою певною димовою завісою, якою, можливо, хочуть прикрити і прикрити, власне, ці бюрократи, які би не мали визначати нічого в офісі президента, крім як організації його роботи, свої якісь паралельні домовленості чи діалоги з Російською Федерацією. Ви фахівчиня в цьому напрямку, тому скажіть, що вам потрібно в змістовній частині Кримської платформи, до речі? Що ви хотіли б бачити там? Насправді я би хотіла бачити перелік конкретних кроків, які би були запропоновані нашим партнерам, до яких по-перше, долучитися і на основі яких розробляти якісь подальші речі. Тобто я системно протягом багатьох років жорстко критикувала ці найперші санкції, які були введені до Російської Федерації в зв'язку з нелегальною цією анексією Криму, тому що я вважала, що це була заслабка позиція і заслабка відповідь міжнародного співтовариства. І тут я би бачила це і через міжнародні інструменти, через тиск спільних міжнародних різних організацій на Російську Федерацію, зокрема тих міжнародних організацій, які разом збирають країни-члени, які поділяють демократичні цінності і вірять у міжнародне право як інструмент, а це відповідно додатково
бачимо, що через там підставні якісь фірми, все-таки з окремих європейських країн хтось намагається вести бізнес на території Криму, де-факто визнаючи присутність там Російської Федерації, як тої, з якою треба мати до діла юридично. І це неприпустимі речі. Ось на це я хотіла би бачити ті інструменти, які б унеможливили і зробили болючими це і для Росії ось це намагання проковтнути український Крим для неї. І точно так само болючим для тих юридичних осіб, або фізичних осіб в країнах усього світу, які б спробували там власне не звертати увагу на цю анексію. Дякую. Це була Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України від Європейської солідарності, яка вважає, що для влади кримська платформа наразі є дымовую завесу, в якій нема змістовної частини. Возвращаясь к ситуации, вот к ТНО, немножко коснемся того, что происходит вокруг вас, как фигуры ректора. Для меня было открытием после начала скандала, что вы ИО ректора до сих пор, да? Да, здесь нет никакого особого подтекста. Может быть, даже это какая-то даже медаль для меня. Потому что, когда назначали ректора, никак иначе министр тогда был Квит, не мог поступить, он назначает ВО, виконуючий обов'язки, потому что университет, коллектив выбирает ректора. А с другой стороны, выборы не могут пройти в университете, в котором не завершена структурная реорганизация, потому что каждый новый подроздел, который приходит в университет, тоже должен иметь право участвовать в этих выборах. И студенты, и преподаватели, и сотрудники. А мы постоянно в состоянии структурной перестройки. Мы принимали в свой состав колледж, замечательный, прекрасный, который является сегодня таким бриллиантом в составе Таврического университета. Это длительный процесс, это принятие, адаптация, оформление документов и так далее. Заканчивалось это, мы принимали Академию муниципального управления. Это сегодня политехнический институт в составе Таврического университета. Потом мы начали принимать, и не завершена этот прием, мы стали выручать Донецкую консерваторию имени Прокофьева, которая переехала сюда, не могла найти помещений, не проводила экзамены. И вот мы ее приняли в свой состав, летом провели вступительную кампанию, у нас первые студенты, и не только наши, китайские студенты к нам приехали учить европейскую музыку, а мы в том числе открываем отделение восточной музыки там внутри. Караимы, музыканты открывают отделение крымской музыки и так далее. И это в процессе. Сейчас на очереди крымский медицинский. В принципе, наполовину мы с МОЗ договорились по этому поводу. Сюда приезжала большая группа медиков, которая подтвердила, что они ставят вопрос о восстановлении и при приходе на работу. В силу этого каждый раз структурная перестройка одного подроздела заканчивается, начинается новая. Но мы проведем эти выборы. Вот сейчас они планируются весной. Это в связи с, опять же, возможным продлением этой карантина, может быть, там какие-то тоже опять подвижки будут. Мы это проведем. Но то, что это все время никак не может стать повестку дня, говорит о том, что мы постоянно развиваемся и все новые и новые горизонты для университета открываем и осваиваем. И постоянно нападки на вас происходят. И предложение уволить, снять с работы и так далее. Есть заклятые враги, которые пишут беспрерывно снова и снова судебные всякие иски. В известном смысле утешаешься, это известным афоризмом, что камнями побивают только то дерево, которое плодоносит. Никто не бросает камни в сухое. Крымский вуз, который достаточно успешно возродился в украинской столице, вобрал в себя сейчас столько не крымского, что, может быть, просто ректор крымский лишнее звено для некоторых? Пару сугубо киевских людей одно время выражали желание, давайте по приказу его снимем и нас поставим. А вы же не представляете эту проблематику. И что не представляем, какая разница? Будем руководить, как умеем. Во власти такое же отношение? Нет. В целом я должен сказать, что во времена Квита, во времена Лены Михайловны Гриневич, при всяких там каких-то иногда, естественно, живое дело, определенной полемики, понимания. Вот сейчас, поколение вот этих министров, госпожа Новосад, потом господин Стадный, люди, которые ни одного часа никогда не работали ни в техникуме, ни в колледже, ни в институте, ни в университете, пришли и стали сразу генералами. Мы не могли найти общий язык, потому что они просто какие-то теоретики были. Я хочу сказать, что вот критикуют нынешнего министра, но
он из нашей системы, он 2 срока ректор, он, по-моему, 2 срока заведующий кафедрой, то есть вся его жизнь вузовская. В этом смысле вот с ним мы разговариваем, как со специалистом, на одном языке. Мы все вот руководители, мы вузовские, и он вузовский человек. Ну, там вокруг него всякие там веют ветры, там он отвечает на это предмет отдельного разговора. Но вот сегодня стало, наконец-таки, гораздо легче договориться о том, как надо бы решать вузовские проблемы. И, в принципе, мы находим общий язык. Ну, а возвращаясь к теме спасения сейф АТР, спасения АТР-вещателя на крымско-татарском языке, единственного и первого в мире для Алексея Резника, министра и вице-премьера. Если не нужно, я хотел сказать, не нужно изобретать велосипед, есть модель Швейцарии, в которой, кроме немецкого большинства и меньшинств франкоязычных и италоязычных, есть небольшое, очень маленькое, меньше, чем крымские татары, 50 тысяч носителей ретро-романского языка. И вот ретро-романский язык считается язык, которому сейчас ничего не угрожает по одной простой причине. По больше 50 лет общественный вещатель поддерживает ежегодными, на сегодняшний день это 25 миллионов евро в год для производства контента на общественном вещателе на ретро-романском языке. 25 миллионов евро — это порядка 25 миллионов франков, это порядка 25 миллионов евро. На самом деле производство контента, что в Швейцарии, что в Украине, примерно одинаково, только стоимость рабочей силы у нас дешевле, лицензии, спутники, все это стоит одинаково. 25 миллионов евро в год на то, чтобы производить всего лишь 3 часа в неделю контента на ретро-романском языке, который позволяет сохранять язык этого 50-тысячного народа. Спасибо вам, Владимир Павлович, спасибо за участие в этой программе. А зрителям я хочу сказать, не перемикайтеся, залишайтеся на АТР. Далі Гульсум Халілова і Шевкета Матулаєв, а їхній гість, перший заступник постійного представника президента України в Криму Ізет Гданов.
Гроші, які телеканал АТР мав отримати з державного бюджету як пряму підтримку, Мінреінтеграції планує розділити між іншими ЗМІ. Про це сьогодні офіційно повідомив заступник міністра Ігор Яременко. Для цього у міністерстві готують тендер, і начебто вже є 14 мовників, які бажають взяти участь у конкурсі. У відомстві це пояснили тим, що цього року Мінреінтеграції отримало у 2,5 рази менше грошей на підтримку ЗМІ, які мовлять на тимчасово окупованій території. Тому внутрішнім розпорядженням міністерства кошти, які телеканал АТР мав отримати як субсидію, перевели у категорію надання послуг. Розподіл грошей серед багатьох мовників там пояснили необхідністю створити конкурентні умови та посиленням присутності України на тимчасово окупованих територіях. Ці кошти не призначені конкретному мовнику. Ми розуміємо важливість підтримки, зокрема, каналу АТР, традиційною аудиторією якого є представники кримсько-татарського народу. Так само потребують підтримки інші канали, які були змушені виїхати з тимчасово окупованого Криму і ОРДЛО. Скажімо, народні депутати з Донецької і Луганської областей, які голосували за бюджет, постійно наголошують на підтримці мовлення на Донбасі, адже ситуація там дуже складна. Бюджетом цього року на фінансування програми забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та підтримка системи державного іномовлення України передбачено 348 мільйонів гривень. З них 50 мільйонів 340 тисяч на фінансування телеканалу АТР. Інші гроші, а це 298 мільйонів 427 тисяч на фінансування телеканалу ДОМ. Тобто у державній програмі жодного слова немає про мовлення на окупованій території Донбасу. До того ж, телеканал ДОМ саме позиціонує себе як канал, який має з'єднати материкову Україну з окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Але у Мінреінтеграції вирішили поділити гроші саме АТР. І це незважаючи на те, що вони були призначені саме як субсидія, тобто пряма допомога. Таке рішення загрожує подальшому існуванню першого кримсько-татарського телеканалу, який був змушений виїхати з Криму через окупацію. До того ж ставить під сумнів виконання самої державної програми про розвиток мов корінних народів, які проживають в окупованому Криму. Если министерство или президент, в том числе, считает, что крымские татары важны и нужны, он должен относиться соответствующим образом к нам. Как к равным. И даже выше, чем равные, потому что мы коренной народ здесь находимся. И не надо стесняться этого слова. Мы коренной народ всей Украины. Мы стержень этой страны, стержень, корневой стержень. Есть еще много других стержней, которые есть в этой стране, но мы один из них, на который можно опираться. И уже не раз в истории мы доказывали в исторический масштаб своих историй, что на нас можно опираться. Телеканал АТР – важливий елемент національної безпеки України, і він повинен бути в ефірі. Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що бюджетний комітет Верховної Ради на наступному засіданні має намір отримати відповідь від представників Міністерства реінтеграції, чому заблоковано фінансування першого кримсько-татарського каналу і як там планують виправити цю ситуацію. К сожалению, в Министерстве оккупированных территорий пошли другим путем, каким-то очень сложным путем, который предусматривает многомесячную подготовку с непонятным результатом. А канал должен существовать и работать, и вести свою борьбу на информационном фронте здесь и сейчас. Коллеги меня поддержали, поэтому мы приняли решение вызвать на следующее заседание комитета Министерства оккупированных территорий и поднять перед ними этот вопрос. Естественно, они уже будут знать, по какому вопросу приходят. Я надеюсь, что они уже будут приходить с решением этого вопроса. И я буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее разблокировать финансирование для телеканала АТР, который является очень важным в вопросе защиты национальной безопасности Украины. Крым – это Украина, и АТР должен работать.
Підтримка телеканалу АТР триває. Український музикант-соліст гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк опублікував світлину із хештегами «Сейв АТР» та «Голос Криму має бути в ефірі». Художник Андрій Єрмоленко у своєму відеозверненні назвав АТР справжнім голосом Криму. Він зазначив, що без державного фінансування телеканал не виживе, а для того, щоб знищити народ, треба прибрати його з повістки денної. Кримські татари в незалежній Україні завжди були опорою українцям, через що тепер в умовах окупації розплачуються за це, стаючи жертвами репресій з боку Російської Федерації, наголосив директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурт. На його думку, Україна повинна підтримувати єдиний у світі кримсько-татарський телеканал. А журналіст та блогер Аркадій Бабченко навіть звернувся до президента України Володимира Зеленського із питанням, чому більше року єдиний кримсько-татарський телеканал функціонує на межі закриття. Дорогая власть, я уж не знаю, кто там ответственен конкретно за этот вопрос, но скажите мне, пожалуйста, вот Владимир Александрович вчера в интервью сказал, что никто до него о возвращении Крыма не думал, и он первый политик, который будет думать о возвращении Крыма. Вот, Владимир Александрович, вот если вы думаете о возвращении Крыма, скажите, пожалуйста, как так получается, что уже больше года единственный крымский татарский канал у вас функционирует на грани закрытия, не получая финансирования, имеет дикие долги за «Спутник», которые ему сказали уже, что будут закрывать, потому что «Спутник» хошь как хошь, а надо оплачивать. Так вот, каким образом вы собираетесь возвращать Крым? Вот хотелось бы получить ответ на этот вопрос. Крымские татары в независимой Украине всегда были опорой украинскости в Крыму. После российской аннексии они за это расплачиваются преследованиями, похищениями, арестами, посадками, убийствами. Украина в долгу перед крымскими татарами. Мы обязаны поддерживать единственный в мире крымско-татарский канал. Голос непокоренного народа, сохранившего достоинство, готовность отстаивать свою свободу і вірність Україні. Щоб знищити народ, варто прибрати його з повістки денної. Цю повістку. І так, по нашим телеканалам ми дуже мало почуємо про проблеми кримських татар. Про ці проблеми розказував АТР. На даний момент, знову таки, телеканал на межі виживання. В той момент, коли всі радісно аплодують, що закрили помийки Медведчука, я також це підтримую, що закрили. Але я боюся, що люди можуть не помітити, як зникне справжній голос Криму. На радість окупантам російські пропагандистські медіа взялися обговорювати блокування фінансування телеканалу АТР. Серед перших зловтішників редакція РІА Новості в Криму. Московські посіпаки звернулися по коментар до Руслана Бальбека, незаконно обраного депутата Думи від окупованого півострова. Колаборант заявив, що це означає небажання президента Зеленського повертати Крим. Меджліс кримсько-татарського народу назвав угрупуванням та зрадниками народу. Не відстає й інша кремлівська помийка «Політнавігатор». Там наполягають, що АТРу не дають гроші на русофобію і радісно потирають руки, мовляв, втрачають ворога у інформаційній війні. Та розуміють це як небажання української влади повертати окупований Крим. Кормушка в сегодняшней Украине сильно оскудела. Тратить ее на абсолютно неэффективные СМИ посчитали неуместным. Лучшие люди страны уже определили, кому какой кусок. А группировка Меджлиса в этот узкий круг не попала. Поэтому получила вместо денег лишь добрые слова и напутствия. Прокремлівські медіа під забороною. Рада нацбезпеки і оборони ввела санкції проти соратника Медведчука та анулювала ліцензії 3 його телеканалів – 112-го, ЗІК та Ньюзван. Санкції пізно ввечері підписав президент Володимир Зеленський. Вони накладаються на нардепа від опозиційної платформи «За життя» Тараса Козака. Саме його називають гаманцем путінського кума Медведчука. На нього й оформлені ці медіа. Вони вже припинили мовлення вчора о 23-й годині. Окрім цього, заблоковані всі активи Козака. Його рахунки заборонено виводити активи та передавати бізнес іншим людям. Санкції діятимуть 5 років. Скасувати рішення РНБО може глава держави або Верховний суд. В Офісі президента України санкції назвали боротьбою з російською пропагандою в Україні, а в СБУ мають докази фінансування каналів з Росії.
Відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства. Робота Служби безпеки також заслуговує на окрему подяку. Жодного сумніву, що всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь. Проти України ведеться гібридна війна, зокрема і на інформаційному полі. Ми маємо системно їй протидіяти, аби захистити інтереси держави. Запровадження санкцій – ще один важливий та послідовний крок для цього. Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України. Блокування проросійських медіа сколихнуло соцмережі. Всю ніч українці коментували санкції, кепкували з кума Путіна Віктора Медведчука. А хтось назвав це найкращим вчинком президента Зеленського на посаді та помітили зв'язок з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Вже на ранок депутати від ОПЗЖ оточили парламентську трибуну. Нардеп Вадим Рабинович кричав про буцімто утиски свободи слова, назвав Зеленського фашистом та пригрозив імпічментом. Реакція депутатів інших фракцій була красномовною, а нардеп зі «Слуги народу» Микита Потураєв зірвався на сміх. Ми ініціюємо процедуру імпічмента президента Зеленського, що познущався над виборцями і над країною. Сьогодні фашизм в нашій країні отримав свій колір – зелений. Але як наші діди та батьки свого часу зупинили і перемогли фашизм, ми, їх нащадки, зробимо те ж саме і переможемо. Но пасаран, фашизм не пройде. І ви всі погибнете, тому що ви дьявол, фашистський дьявол. Вставай, страна огромная! Салям алейкум. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР продолжается марафон «Сейф АТР». Голос Крыма должен звучать в украинском эфире. Проблема уже ясна, я думаю, всем. Уже на протяжении, сегодня третий день в эфире телеканала АТР продолжается марафон. Спасти мы просим наш телеканал. В очередной раз государство просто перекрыло финансирование для нашего телеканала. И когда решится вопрос, нам до сих пор не ясно. Мы с гостями нашей студии обсуждаем сложившуюся ситуацию и пытаемся найти пути выхода из этой ситуации и, возможно, какие-то рекомендации от гостей, возможно, нам что-то нужно сделать, рекомендации власти. И гостем этого часа будет Изет Гданов, исполняющий обязанности постоянного представителя президента Украины в Крыму. В 2019 году вы исполняли обязанности постоянного представителя. До этого были первым заместителем. Уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона +380 73 419 41 58. Вы можете звонить нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, высказывайте свою точку зрения. Нам важен ваш голос. Мы вещаем в онлайн-режиме, в прямом эфире. В онлайн-режиме мы вещаем на нашем YouTube-канале, телеканал АТР большими буквами на латинице. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там вы можете видеть наши программы как в онлайн, так и в записи. И там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Нам важна ваша поддержка. Ну и сегодня, как Шевкет правильно подметил, мы уже третий день ведем марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» має бути в эфире. И сегодня у нас есть для вас новости. Есть реакция от Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Там они на своем сайте выложили сообщение, квинтэссенцию которого я хочу сейчас зачитать для вас. У 2021 році підтримку за рахунок коштів державного бюджету отримують телерадіокомпанії, які здійснюють мовлення на тимчасово окуповані Росією райони Донецької та Луганської областей, а також на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. На цю програму передбачено майже 50 мільйонів гривень. Запам'ятаємо ту цифру. Мінреінтеграція вживатиме заходів для збільшення обсягів підтримки.
політики. Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій сказав наступне. В основі підходу прозорий механізм розподілу коштів на конкурентних засадах, як це передбачено законодавством. Ми пропонуємо розподілити ресурси на кілька лотів, зокрема мовлення кримсько-татарською мовою на Крим, мовлення українською мовою на Крим, мовлення на тимчасово окуповані райони Донеччини і Луганщини. Станом на сьогодні до міністерства надійшли звернення про допомогу від 14 мовників. Усі вони потребують підтримки. А зараз ми змушені розпочати цю роботу в межах коштів, які передбачені у законі про державний бюджет на 2021 год. Я так понимаю, речь идет как раз о тех 50 миллионах гривен, которые были предусмотрены для телеканала АТР. Як фінансова підтримка в бюджеті була? Зрозуміло. Таке ж питання, якщо ви пам'ятаєте, в минулому році піднімалось, і ці кошти виключно йдуть на безпосередню роботу. Там немає якоїсь там маржі, немає якогось там прибутку. Ці кошти надходять безпосередньо за послуги супутника. Наскільки мені відомо, зараз канал АТР має борги по супутниковій передачі інформації. Якщо зараз така ситуація, то це просто демонтаж важливого інструменту, а саме інформаційної політики на Крим в умовах гібридної війни. Це є злочин з боку влади України. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, в Криму в 2014 році, коли окупанти зайшли в Крим, вони також не казали, що АТР не буде працювати. Вони сказали, що вам треба там здати якісь документи, прийняти участь в якихось пройти реєстрацію, процедурах, і потім вже ви будете працювати. Насправді мета була закрити канал. Зараз що відбувається? Зараз канал, який все бросив на території тимчасово окупованого Криму, виїхав на материкову частину України для того, щоб інформувати наших громадян в Криму, що відбувається, доносити правду в умовах тотальної пропаганди з боку Російської Федерації і доносити інформацію, що відбувається в Криму на материк. Немає сенсу, на жаль, іншим телеканалам транслювати події в Криму, тому що там немає прибутку, там немає реклами, там нічого немає. На вашому каналі немає жодної реклами, тому що у вас немає зрителі в Криму, рекламодателі території. Тому я знаю, що АТР був дуже такий потужний канал на території Криму, коли працював найуспішніший канал, і там і рекламний контент був потужний, я знаю, що там окрема кампанія була. Там були прибутки. Зараз це завдання держави. Не менше, не більше, не менше. Це завдання. І тут з боку держави повинна надходити інформація і допомога, щоб ви збільшували свій ресурс, свої потужності, щоб ви мали можливість більше збирати інформації по Криму. Я знаю, це дуже важко, навіть спеціальним службам дуже важко, а не тільки журналістам. Там ФСБ дуже сильно проводить репресії на території Криму, і дуже висока, знаєте, вірогідність того, що можна понести покарання з боку Російської Федерації. Говоря простым языком, получается, вот 50 миллионов, выделенные на телеканал АТР, сейчас Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будет распределять между 14 другими вещателями, да? Тут очень важно отметить, что мы не против предоставления помощи телеканалам на оккупированные территории. Наоборот, в условиях войны, чем больше, тем больше таких телеканалов, тем лучше. Только нам непонятно, почему это делается за счет телеканала АТР. Почему? Я ще раз хочу Разве это не дискримінація кримськотатарського народу? Ці кошти, які надходили з боку держави, їх навіть не вистачило для того, щоб закрити борги в минулому році. Це факт. Якщо зараз хоча б на якусь суму менше буде фінансування АТР не буде працювати. Це означає, що з боку держави, з боку діючої влади є цілеспрямований демонтаж телеканалу АТР як інформаційного рупору по Криму. Це так. Тому, дійсно, якщо це нормальна політика, якщо держава збільшує
телеканали збільшує інформаційні ресурси, але не за рахунок кримсько-татарського каналу, який має, знаєте, таку ексклюзивну модель роботи. І я вам, як екс-представник президента, як людина, яка безпосередньо мала взаємодію зі спеціальними органами, я можу сказати, що у нас дуже обмежені можливості по Криму. І АТР збирає інформацію максимально. Я впевнений, що якщо завдання надати там іншому телеканалу і сказати, от ці кошти, і збирай інформацію, і покажи правду, вони не зможуть це зробити. Не зможуть. Це дуже важко зробити в умовах агресії, в умовах тотального контролю з боку ФСБ. Там же ж немає демократії, там немає законів. Там, якщо спіймали, вони можуть і потеряти людину. І це важко дуже. Тому тут держава Україна, влада України повинна збільшувати бюджет і надавати більше можливості АТР, а не зарізати його і не демонтувати цей канал. Тому я відверто кажу, що це злочин з боку влади. Может быть, нынешняя власть просто не оценивает ресурс телевидения именно в освобождении, в борьбе за освобождение Крыма, как вы считаете? Я можу сказати, що у нас кожен українець розуміє, що у нас гібридна війна. І зараз інформаційний простір – це дуже така велика і потужна платформа. І якщо ти будеш нехтувати цією платформою, 100% буде програш. 100%. Тут треба робота проводитися, щоб вона проводилася системно. І з найважливіший, можна сказати, інструмент – це інформаційна політика. І нехтувати її не можна. Вообще, насколько... А как вы оценили бы информационную политику Украины? Насколько она работоспособна, насколько она эффективна, насколько работает в отношении Крыма? Я вам хочу сказати, що якщо б кримські татари з патріотами України в 2015 році не заблокували Крим, товаротранспортна блокада і там інші блокади, я впевнений, що питання Криму би мовчки пройшло би і зараз ніхто би не вспоминав про Крим. АТР кажуть про Крим. Кримські татари тоді в 2015 році підняли питання щодо масової торгівлі з окупантами. Це як? Якщо ми силою не повертаємо поки територію, ми їм допомагаємо. Це як? Ми повинні вводити санкції, ми повинні просити наших міжнародних партнерів, щоб вони зі свого боку робили все можливе в санкційному просторі, а ми самі торгуємо. Тут, знаєте, політика з боку країни-окупанта була така, щоб кримські питання як мінімум не піднімали. Вони створили на Донбасі конфлікт, і для того, щоб на міжнародних майданчиках казати, бачите, в Україні там от громадянська війна, і от з Кримом там все нормально, там є такий умовно кримський народ, який там, знаєте, визначився, і він там, ну от і все. І якщо ви пам'ятаєте, а я впевнений, ви пам'ятаєте, ви дуже в темі Криму дуже кожного дня, тому ви знаєте, що в 2015 році до блокади Криму тема Крима сходила навіть не те, щоб з перших сторінок інформаційного простору, взагалі їх не було. І поки питання блокади не піднялось питання блокади, ми побачили, як в день 300 фур вантажівок, таких 20-тонних, 30-тонних вантажівок заходило на Крим, і Крим це була перевалочна база, і досі ганебний закон, так званий СЕС Крим, Свободна економічна зона, досі діє, і цей товар, там була і митниця, і зараз ця митниця знаходиться там. Тож ми, як держава, яка володіє цією територією, нічого не вживаємо, і навіть є такі, знаєте, намагання з боку окремих посадовців. Вони змінюються сьогодні, там один, завтра інший, третій. От ми боремося з вітряними мельницями, знаєте, такими. Він не має, вони більшість з них взагалі в Крим не їздили, вони не знають, що там. Вони мають комерційний. Як можна сказати, що там буде конкурс на комерційних засадах? Як це можна сказати? Поверніть територію, потім буде конкурс на загальных засадах. Вообще, насколько сейчас актуально в условиях войны проводить вот эти конкурсы? Вот вы уже сказали, да? Как вообще в направлении деоккупации Крыма, а мы работаем в направлении деоккупации Крыма, мы работаем, мы ведем борьбу за восстановление территориальной целостности Украины. Деоккупация – это же не конкурс? Разве деоккупация – это не системный, не комплексный подход? На всех фронтах, на информационном, на политическом, на дипломатическом. Вообще о каком конкурсе сейчас может идти речь?
Послухайте, люди, які це кажуть, вони, я впевнений, розуміють, що вони кажуть. А вони це кажуть для людей, які, знаєте, от, ну, все по закону, не може бути так, як вони кажуть, тому що Крим є окупованим. Не можна проводити конкурс, тому що там не там краще середовище, яке це ексклюзив у АТР. Там не може бути конкурент. Конкурентне середовище буде тоді, коли АТР повернеться на свою територію, коли Крим буде звільнений. Дома, да. І там буде низка телеканалів, в тому числі і центральних, і вони будуть конкурувати. І потім є замовлення, наприклад, Кабінету міністрів України, якась там послуга, і потім вона буде на конкурентних засадах реалізовуватися, і там буде АТР візьме, чи візьме там інший телеканал. Тут нормальна, ну, да, там на снятие лучшего фильма, да, или це нормально. Условия. А в умовах, коли АТР ексклюзивно готує інформацію і ризикуючи життям і здоров'ям своїх співробітників, в тому числі і на території Криму, а я знаю, у вас там дуже потужна мережа, вони кажуть, що треба якоїсь там газетки дати. Ну, питань немає. Якщо є кошти, фінансуйте потужний інструмент, дайте можливості. Паралельно ще, якщо у вас є така можливість, ми дуже раді, якщо буде, наприклад, там ще канал давати інформацію. Хоч 10, хоч 20, да. Якщо, я завжди казав, якщо центральні канали будуть показувати хоча б там 5-10% кримського контенту, це дуже добре, але ми моніторили, ми дивилися, там немає цих відсотків. Но был в прошлом году мониторинг как раз на момент проведения такого же марафона. Это вообще 0,0 сколько-то процентов было в эфире украинских центральных телеканалов. Это в месяц раз какая-то информация, максимум. А влада повинна ставити завдання, тому що це державні інтереси, стратегічні інтереси. А тут демонтують канал, який є ексклюзивним і іншого немає. Ну, Сейчас мы хотим на прямой ответственно, связи. вот, перед подключением эфира, ну вот мы, сотрудники телеканала АТР, мы ответственно заявляем, что мы не будем участвовать в каком-либо конкурсе. Мы сюда приехали не в конкурсах участвовать, мы сюда приехали возвращать Крым. АТР сюда приехал и принял политическое решение. Поддержка телеканала АТР — это не какие-то коммерческие цели, не какие-то бюрократические лабиринты и так далее. Это политическое решение, поддержка телеканала АТР. Поэтому мы не будем участвовать в каких-либо конкурсах. Да, сейчас на прямой связи, да, Искендер Бариев, член Меджлиса, глава Крымско-татарского ресурсного центра. Искендер ага, селям алейкум. Селям алейкум, Искендер ага. Искендер ага, как вы оценили бы действия власти по очередной блокировке финансирования для нашего телеканала? Ну, дело в том, что, ну, во-первых, конечно же, плохо. Дело в том, что мы же понимаем, что АТР это эксклюзивный канал, который переехал из оккупированной территории и являлся тем каналом, который до последнего времени, практически до 1 апреля 2015 года, это больше года с начала оккупации, по сути дела, давал ту правдивую информацию, был первоисточником всей информации для всех, даже известных мировых СМИ, в частности BBC, CNN и так далее, которые пользовались контентом АТР. С другой стороны, когда мы говорим о технической стороне, да, всего этого процесса, когда мы из года в год возвращаемся к этой проблеме, потому что эта проблема, по сути дела, существует с самого начала, фактически 2015 года, и мы непосредственно занимались этим вопросом в 2015 году, и сама проблема заключается в том, что именно то, так сказать, предусмотренное финансирование под АТР, оно постоянно переходит от одного центрального исполнительного органа к другому. А дабы, ну, когда-то распорядителем средств было Министерство социальной политики, потом перевели на Минкульт и информации, потом перевели на Минреинтеграции и так далее. Но я думаю, что если подойти с позиции вот, государственной и с позиции законодательства украинского, то, конечно же, здесь возникают определенные проблемы, и в том числе мы видим вот тот ход, когда каждое министерство пытается, грубо говоря, избавиться от этой проблемы, но проблема не решается. Мы должны четко понимать, что есть факт, телеканал АТР, эксклюзивный телеканал, который единственный в мире крымско-татарский телеканал коренного народа, и
Есть, конечно же, проблема другая, которая создает эти проблемы. Это, конечно, законодательство Украины. И вот здесь эта проблема будет возникать постоянно, и в начале каждого года или в конце, когда снова будет закладываться финансирование в бюджет Украины, и, соответственно, когда будут определяться, кто будет распорядителем этих финансовых средств, именно тот, кто непосредственно выделяет, то тут будут возникать проблемы, пока не будет этот вопрос решен на законодательном уровне. Поэтому здесь, с одной стороны, конечно же, Минреинтеграция впервые получила в этом году, так сказать, эту проблему. А с другой стороны, наверное, задача стоит у Минреинтеграции должна быть, чтобы, поскольку центральный исполнительный орган в том числе является, скажем, законотворческим, имеет право законотворческой инициативы, должно как раз таки и внести свои предложения для того, чтобы мы не возвращались к этим вопросам. Но при всем том, сегодня есть работники АТР, сегодня есть телеканал, который нельзя закрывать, потому что здесь я не могу сказать однозначно, что здесь есть целенаправленные действия на то, что или какие-то специальные решения, чтобы препятствовать работе АТР. Но с другой стороны, нет или отсутствуют благоприятные условия для того, чтобы единственный в мире телеканал телеканал коренного народа мог свободно работать и давать первоисточникам информации о реальной ситуации в Крыму. Поэтому здесь вопрос к законодателям, депутатам Верховной Рады, ну и, конечно же, здесь должно быть такое политическое решение, потому что мы понимаем, что здесь больше связано с тем, что кто-то должен быть готов взять, скажем, политическую ответственность на себя и принять такое политическое решение, как это делалось по сегодняшний день. Да, с задержками, да, с различными, скажем, вот как было в прошлом году. Тянули практически до последние дни декабря предложили перечислить средства, насколько я знаю, но при этом понятно, что просто нереально освоить за короткие дни, и это несерьезный подход. Поэтому я считаю, что вопрос нужно решать системно. Эскендрова, чем грозит возможное закрытие телеканала АТР? Но это в первую очередь, как я уже сказал, это, во-первых, имидж в имиджевом плане для Украины это очень серьезно, потому что это телеканал коренного народа Украины, единственного коренного народа, который признан коренным. А в том числе крымско-татарский язык является также родным языком и для других коренных народов, крымчаков. Во-вторых, конечно же, мы, как представители представительного органа, должны, соответственно, делать заявления и реагировать на эти процессы, потому что когда мы говорим о формировании государственной политики по вопросам деоккупации наших территорий и, в первую очередь, еще и защите прав и коллективных прав коренного народа, то в том числе или в первую очередь это не может осуществляться без информационной политики. И вот здесь телеканал АТР является важной составляющей в этой информационной политике, должен являться Украина. Поэтому однозначно здесь мы должны реагировать и искать пути решения этой проблемы. Сагул у нас Эскендер Ага, Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, руководитель Крымско-татарского ресурсного центра, был с нами на прямой связи. Изетби, вот у меня такой вопрос. Вы помните, недавно президент Зеленский сделал очень интересное заявление. Он сказал, что до него никто о Крыме не думал. По сути, он сказал, что до него, до его прихода к власти, никто ничего не делал в направлении Крыма. Ни представительство президента в Автономной Республике Крым, ни там Меджлис крымско-татарского народа. Никто, да. Одним словом, никто. Вот мы просто сидели, ничем не занимались. И тут, значит, пришел Зеленский, все заработало. Инициировали крымскую платформу по деоккупации Крыма. Вот там недавно в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разработали концепцию по развитию, сохранению и популяризации крымско-татарского языка. Я не знаю, там нам стратегию деоккупации Крыма уже сколько обещают показать. И при этом
фактически лишают телеканал АТР финансирования. Я пытаюсь понять, как это укладывается в логику деоккупации, в стратегию деоккупации Крыма, в реинтеграцию Крыма и так далее. Вот как эти вещи коррелируются между собой? Ви знаєте, ми з вами дуже уважно стежимо за всіма подіями, які пов'язані з Кримом, в тому числі і дії влади. Вона досить часто змінюється, посадовці, обов'язки їх і так далі. Питання в тому, що тут можна констатувати повну відсутність системної роботи. Якщо буде системна робота, то ця складова інформаційної політики буде, пан Ескендер Берієв казав, що іміджеві втрати будуть, вони вже є. Ми надали можливість тим посіпакам на території тимчасово окупованого Криму, які колабораціонують зараз, і вони коментують, що владі України вже не потрібен канал. Оце вже є іміджеві втрати. Ці питання навіть не повинні виходити з кабінету цього посадовця, і вони повинні вирішуватися. Механізм для вирішення, там такі дуже потужні апарати юристів, економістів, які повинні знайти шлях. Якщо це для цього потрібен якийсь окремий закон, так прийміть закон. Якщо це постанова КМУ, прийміть постанову КМУ. Це не є проблема. Для сьогоднішньої влади, яка є монобільшістю, взагалі немає ніяких проблем щодо прийняття. Повинна бути політична воля, що канал Скажите, потрібен. когда мы говорим, давайте конкретно, когда мы говорим о системном подходе к деоккупации полуострова, что мы предусматриваем? Вот идеальный вариант развития событий. Ідеальний варіант – це повинна бути людина, яка одна відповідає за весь процес по стратегії деокупації Криму. Наприклад, це буде орган виконавчої влади, перший віце-прем'єр Кабінету міністрів України, який буде координувати дії відомств та посадових осіб, які так чи інакше пов'язані з кримським питанням. Там буде низка таких проєктів, які будуть реалізовуватися, і ми з вами, і кожен українець це відчує, що вони реалізуються. А зараз ми не відчуваємо, що реалізуються вони. Це перша санкційна політика. Санкційна політика, яку ми можемо реалізувати своїми силами та засобами. Їх дуже багато. Як останній приклад вчора, президент прийняв рішення і заблокував п'яту колону в інформаційному просторі. У нас є важливий вплив, у нас ще є важливий вплив щодо економічного тиску на державу-агресора. Всі ми знаємо, що дуже такий великий відсоток українського бізнесу зараз працює на території тимчасово окупованого Криму, використовуючи там різні розличні бренди. Ми все це аналізували, і це дуже потужні такі бренди, які тут на материку є. І ми можемо з ними боротися і в кримінальному провадженні, санкційному провадженні. До речі, той закон про санкції треба змінювати. Дійсно є такі моменти, де не можна реалізувати кримінальну відповідальність, тому що там використовують схеми. Тоді санкційну політику треба включати, якщо є докази, а докази є. Потім інформаційна політика, потім оборонна складова, потім контроль територій, районів, які безпосередньо наближені до території тимчасово окупованого Криму. Це Херсонська область, там дуже велика проблема, і ми це почуємо колись. Тому що цією областю взагалі ніхто не займається. І тоді була проблемна ситуація, зараз вона погіршилася. Ви знаєте, що там проросійські сили дуже активні, і навіть якщо там щось буде, і ми не зможемо, там дійсно російська пропаганда, там дуже великий вплив безпосередньо з території тимчасово окупованого Криму. Далі міжнародна робота. Не можна робити міжнародну роботу, поки ми не можемо це зробити. Ми не робимо це. Тому відсутня робота. Ми можемо казати про Кримську платформу. Ми можемо казати все, що завгодно. Навіть, що якщо б я був президентом в 2014 році, я би не допустив зелених чоловічків. І таке можна казати. Але реальної роботи немає. Якщо б ми бачили б реальну роботу, ми бачили б, що процес іде. Ми вчора почули, що є закриття каналу. Далі вже є напрацювання. Я безпосередньо новому представнику президенту я передав всю інформацію, яка була напрацьована, зібрана на території тимчасово окупованого Криму. По кожній кампанії, як це відбувалося, що треба робити, де ми можемо зробити, де ми можемо опрацювати з міжнародними партнерами. Все це є. Але майже 2 роки, скільки ми там були, я особисто, стільки вже і новий представник президента є.
Ну, на жаль, більше органів державної влади по Криму немає. По сути, выполнение всех этих аспектов могло бы послужить мощным аргументом перед нашими западными партнерами для требования в дальнейшем введения и внедрения санкций против России более мощных, более радикальных. Особисто я дуже багато спілкувався з міжнародними партнерами безпосередньо, які є на материковій частині України, це представники посольств чи самі посли. Коли ми спілкувалися, ми обмінювалися інформацією. Тобто я зі свого боку, як представник президента, надавав інформацію безпосередньо по кожній країні, які компанії працюють на території Криму. В відвертих розмовах ми доходили до того, що вони казали, ми теж знаємо, що ваші компанії, українські компанії і такі потужні національні компанії працюють на території Криму. Ну, знаєте, ми не можемо просити, вимагати, як хочете сказати, коли ми самі не реалізували, що своїми нарушителями. Вони понесуть певні економічні втрати, якщо вони закроють. Але вони до цього готові, я впевнений. Але перший крок за нами. Ми повинні все це зробити і сказати потім на умовній Кримській платформі, сказати, ми все зробили. Будь ласка, допоможіть відновити міжнародний порядок. А як язик у нас повернеться, коли ми нічого не зробили? Чи зробили якимись там, знаєте, конвульсиями? После оккупации за эти 7 лет в Крым с территории России переехало до 500 000 россиян, которые купили жилье, строили бизнес, занимаются чем-то, уже оселились, считают себя уже, наверное, коренными, местными, как они называют себя. Мне кажется, тут даже правильно сказать «завезли». Завезли, да. По своей инициативе, по инициативе власти просто идет колонизация территории. Около 500 000, это различные эксперты, кто-то говорит даже больше. Но сегодня министр Алексей Резников заявил о том, какие варианты возможны по отношению к тем россиянам, которые заехали после оккупации. Я вот сейчас озвучу его цитату. «Если захотят легально жить на территории Украины, они могут получить статус иностранных граждан, принять украинское гражданство или жить как лица без гражданства». Мы знаем, что у нас разрабатывался закон о коллаборации. Я думаю, что должно все подходить под этот закон, а мы видим позицию министра, который говорит о том, что пусть остаются, живут. Мы видим, что этнический состав благодаря этим людям нарушился, я не знаю, если количество крымских татар на то время было 15-20%, а сейчас по соотношению с теми россиянами будет 10 максимум, наверное. Как относитесь к такой позиции министра, что пусть живут, остаются, принимают гражданство? Совпадает ли эта позиция с национальными интересами нашей страны? По-перше, я би запропонував пану Резнікову ознайомитись з чинним законодавством України. Де чітко прописано, що людина, яка незаконно заїхала на територію України, повинна покинути її. А якщо вона не покине самостійно, там буде видворення. Це закон. Це не можна порушувати. Тим паче зараз Російська Федерація використовує методи гібридної депортації. Вони роблять все, щоб люди, які мають позицію, щоб вони або були за ґратами, або не було взагалі на цьому світі, або вони виїхали за межі території тимчасово окупованого Криму. Тому тут вони завозять, щоб потім, через деякий час, це дуже погано, що зараз 7 років окупації, ми в такому становищі зараз з вами, через деякий час вони скажуть, хто хоче з міжнародних спостерігачів незалежних приїхати до Криму, і поспілкуватися безпосередньо, вони скажуть, з кримчанами. З кримчанами вони скажуть. Коли вони приїдуть, вони скажуть, от ми тут живемо, у нас все добре, все хорошо. Вони працюють над цим. Розумієте? Тому ми зі свого боку повинні, ви знаєте, що в 2018 році Верховна Рада прийняла нормативно-правовий акт, де чітко прописана була кримінальна відповідальність за незаконний перетин державного кордону. У нас пункти пропуску відповідно до постанови і законів закриті у зв'язку з окупацією. Всі громадяни, які іноземці, хто б не був, приїжджає на територію Криму незаконно, вони там незаконно знаходжуються. Я вот что хочу понять. Просто в последнее время очень часто звучат такие
антигосударственные заявления. Вот недавно, значит, руководители в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук после принятия Верховной Рады Украины закона о референдуме сказал, что вопрос Крыма и Донбасса нужно выносить на референдум. Сегодня вот Резников сказал, в каком статусе будут жить, значит, переселенцы в Крым. Будут россияне, которых туда уже завезли. Вот это заявление вот мы сейчас услышали. Это что? Вот Кравчук, тот же Резников, вот они утром проснулись и решили, так, вот сегодня я заявлю вот это, или возьму с программы Минкульта АТР, перекину в программу Минреинтеграции и распределю эти деньги непонятно где, как, в каком формате даже будет конкурс, причем еще о положениях конкурса ничего не известно. Вот так проснулись и решили? Или же есть те, кто генерирует эти идеи, эти люди ретранслируют и в итоге их имплементируют? Я вважаю, що хтось є, тому що генерувати такі ідеї, які відверто, вони ж розуміють, вони розумні люди, вони розуміють, що це проти держави України. І тут робити такі заяви є самостійно, є також злочин. Більше того, я хочу сказати, що поки у нас не будуть люди займати посади, які чітко мотивовані на відновлення територіальної цілісності України, незалежності від кон'юнктури, незалежно. Поки такі люди не займуть посади, у нас нічого не буде. У нас будуть такі заяви, у нас будуть, ви пам'ятаєте, дуже багато заяв було відносно водопостачання. Угу. Кожен посадовець, який там щось там йому сказали, там починає від самого прем'єр-міністра. Да, він там заявляв, а потім кон'юнктурно коригував свої позиції, ви не зрозуміли, чи щось, коли він розумів, що це дуже критично. Получив реакцію, а він не повинен це казати. Навіть якщо йому це приснилось, чи хтось сказав, він чітко розуміє, що не можна подавати воду на територію Криму. Не можна. Не можна казати, що те треба закривати. Вони не кажуть, так вони подають це, знаєте, для людей, які не такі свідомі в процесах. Вони подають це нібито це конкурентні засади, це чинне законодавство і так далі. Насправді ми з вами розуміємо, це закриття каналу. І якщо хочеш закрити, треба взяти за ручку і показати, і потім прийти по лабіринту і сказати, от тут паркан. Що робити? Вихід є? Вихід є завжди. У нас є позиція, знаєте, ми тоді кримські татари нічого не чекали і виїхали і закрили дороги, коли ми бачили торгівлю з Кримом. Ви знаєте, що ми в 17-му році блокували представництво президента за її бездіяльність, тому що 14-го року представництво президента було в Херсоні і взагалі нічого не робило. Ми це робили і навіть тому, що у нас є дуже велика мотивація. Ми хочемо повернутися додому. Нам байдуже, хто нам що каже, яка позиція. Зараз дуже хороша ситуація для нас склалася зі Сполученими Штатами. Зараз очолює Сполучені Штати президент, який чітко розуміється в українських питаннях, який чітко розуміє, хто на що здатний агресор і що треба робити. Йому нічого не треба пояснити, він все розуміє. Це для нас дуже великий плюс. Але ми повинні в цей час спрацювати, а не чекати, що скаже хтось там, хто не був жодного разу в Криму. Ну, смотрите, 7-й год оккупации, и уже вот несколько лет, с 16-го года впервые это заявил президент Петр Порошенко о том, что создать нужно автономию, защитить крымских татар. 5 лет его полномочий прошли, Верховная Рада поменялась, президент поменялся, пришел новый президент, новая Рада. Вроде бы тоже поняли, что мы коренной народ и должны для нас что-то сделать. Есть ли у вас надежды на то, что эта власть услышит и в поддержку крымских татар, для сохранения крымско-татарского народа примет те законы, которые для крымских татар являются важны? Это изменения в Конституцию, принятие статуса коренных народов и статуса крымско-татарского народа. Есть у вас надежда или все-таки не стоит ждать от этой власти уже? На мій погляд, нічого не буде зараз, тому що... Як позитивно. Позитивно, тому що це реально. Коли прийшла влада, ви знаєте, що зробили? Вони казали там, ми підтримуємо статус кримсько-татарського народу, ми там то зробимо. Насправді, прийшла людина, наприклад, в органи по кримським питанням. Там немає кримських татар, які, якщо ви кажете корінний народ, він повинен приймати участь в управлінні. Звісно. Якщо ви все зробили, щоб там прийшли люди, я повторююсь, які в Криму не були жодного разу. Якщо у нас на сайті представництва президента була тамга, а потім її зняли,
і сказали, що це незаконно. 2 роки вона там була. Якщо На незаконно, Фейсбук-страниці. якщо вона незаконна, тоді, будь ласка, прийміть заходи по відношенню до мене. Це я зробив, я заявляю. А вони прийшли, вони зняли. Після того вони кажуть, що кримськотатарський народ має права. Які ми права маємо? Якщо ви зняли те, що було вже, які ви будете приймати заходи, щоб захистити кримськотатарський народ, як корінний? Кожного року ми боремося, щоб АТР отримав День сурка. Отримав кошти для того, щоб заплатити за спутник, для того, щоб видати... Смотрели нас в Криму, да. Все, для хознужд, для господарских нужд, не більше того. Изетбей, давайте подключим сейчас к нашему эфиру Бекира Мамута, члена Меджлиса крымско-татарского народа и главного редактора газеты «Крым». Он с нами сейчас на прямой связи. Бекир ага, селям алейкум. Бекир ага. Алейкум селям. Селям алейкум. Что сегодня для Крыма означает возможное закрытие телеканала АТР? Я не расслышал. Алло, Бекир ага. Алло. Да, слышите нас? Алло. Алло. Что звук пропадает иногда. Видимо, прерывается связь. Алло. Я просто догадался, какой вы вопрос задали. Повтори вопрос. Я продублирую тогда, Бекир ага. Вот что означает для Крыма возможное закрытие телеканала АТР? Закрытие телеканала АТР. Rusça laf edeceğimiz yaxşı. Nasıl kolay Ya da olsa farkı yok. olsun. Sizge nasıl uygun olsa öyle laf edebiliriz. Yaxşı, bekim sizge öyle elverişli olsa men aytabilem evet. Закрытие телеканала АТР это означает, что тот телеканал, который здесь поддерживается, он получит ваших зрителей, и дальше уже мы можем представить, что там может попасть под оборот местной пропаганды. Закрытие телеканала АТР это будет означать подыгрывать тем внешним силам, которые этого давно хотели бы. Чтобы телеканал не вещал, чтобы его аудитория отошла к другим каким-то медиаресурсам и учреждениям, которые, понятное дело, повестку Крыма будут отодвигать на какой-то другой план или будут события в Крыму интерпретировать иначе, чем это делает АТР. Бекир ага, как в Крыму реагируют? Уже 3-й день мы заявили о том, что АТР снова остался без финансирования и, возможно, не получит. Есть такие вероятные шансы. Поэтому как реагируют крымские татары на то, что АТР может прекратить вещать в ближайшее время? К сожалению, история последних лет АТР, начиная с 2015 года, в какой-то степени телезрителей как бы подготовила к тому, что с АТР случаются вот такие, не знаю, как это назвать, подножка, это вредительство, это попытка приостановить слово, которого здесь в Крыму очень ждут. Да, и поэтому люди, я, к сожалению, не могу говорить за какую-то широкую аудиторию, которая здесь внимает АТР. Вот, но те люди, которые приучены, привыкли к вашему контенту, к вашей интерпретации событий, так как это вы преподносите, да, к тому вообще спектру событий, проблем, тем, которые вы затрагиваете, они, я думаю, что переживают это очень болезненно. И если бы была возможность как-то обратиться к людям, от которых это зависит, я думаю, что такое обращение было бы сделано. Пусть эти люди, от которых это зависит, как я уже выше сказал, пусть имеют в виду, на чью мельницу они льют воду, да, во-первых. И во-вторых, что люди, которые здесь, наши соотечественники, которые
привыкли слушать ваш голос, да, они будут лишены очень важной составляющей своей духовной жизни. Поэтому я думаю, что в тех обращениях, которые ваше руководство делает к власти, должны прозвучать мнения людей, которые здесь живут, должен быть услышан их голос. Вот. И в конце концов, все-таки АТР — это этнический проект. Вот. И если у кого-то есть претензии, пусть они это выскажут. Да? И нам тоже было бы интересно узнать, чем мотивируются, чем они недовольны. Да? Я не думаю, что речь идет в конце концов, та информация, которая идет из АТР, она больше, как вот, например, в нашей газете, да, это больше, это очень эксклюзивная информация, и она, ее может производить только АТР. И у нее есть своя очень устойчивая, очень достаточно широкая аудитория. Вот и пусть поэтому люди, в чьих руках вот это решение поддержать АТР финансово, дать, и дать ему вдохнуть в него эту энергию жизни и вещания, пусть они над этим задумаются. Бекирага, коротенький вопрос. Власть для оккупированных территорий создала специальный телеканал, чтобы для особенных, может быть, специальный телеканал «Дом», и выделяет для них 300 миллионов гривен финансирования. Скажите, пожалуйста, в Крыму смотрит ли этот телеканал, показывает ли он, возможно, глушат его? Я думаю, что о нем здесь мало кто знает. Вот. Ну и все-таки, понимаете, когда есть какая-то устойчивая институция, учреждение со своими наработками, со своими идеями, традициями, очень такими не бедными, да, и, конечно, создавать новое медиаучреждение, которое идет даже не просто в конкуренцию, а просто как бы можно понять это и как вразрез тому, что уже наработано и то, что есть. Это выглядит, ну, по меньшей мере, нелогично. Нелогично. Конечно, у меня нет статистики, у меня нет выборки, у меня нет возможности при желании даже это все исследовать, но то, что для АТР в Крыму конкурентов нет, это однозначное утверждение. И те, кто, как вы сейчас сказали, да, я об этом не подумал, я не настолько вникал в суть тамошней вот этой, да, телевизионной политики телеканалов. Я только знаю, что это было где-то вот скоро этому телеканалу будет около года. Вот. И, ну, я не знаю, не хотел бы обижать тех, кто там работает, да, это наши коллеги, может быть, даже, но то, что они должны были понимать, что это в какой-то степени делается вразрез вам, в пику того, что уже как бы есть, наработано, заявило о себе. Это прискорбно. Çok sağ olun. Бекир Мамут, член Меджлиса, главный редактор крымско-татарской газеты «Кырым». Çok sağ olun. Бізден бағда olғаныңыз үшін. Изетбей, в завершении нашего эфира, резюмируя все то, что мы с вами говорили и обсуждали, какие пути выхода из этой ситуации вы сегодня видите? Они есть? Знаєте, я скажу коротко. Ми всі з вами чекали і сподівалися, що є якась вже нарешті стратегія деокупації Криму. І всі органи, пов'язані з кримським питанням, вони будуть працювати системно. Але, на жаль, ми бачимо у зв'язку з останніми подіями, маю на увазі проблему АТР, оці заяви, які ви зараз зачитали, ми бачимо, що стратегії нема. А якщо вона є, вона не українська. Тому тут я вважаю, ми маємо право на такий вислів, і тому що ми зараз, знаходячись на материку, ми боремося за повернення додому.
всі посадовці, пов'язані з Кримом, вони мешкають в своїх оселях. Вони нас не розуміють взагалі. Для одних це якась там кар'єрна, знаєте, посада, для когось це піар, для когось це там просування по службі. А для нас це повернення. Ми нікого не будемо слухати, ми будемо рухатися вперед. Тому я хочу звернутися до цих посадовців, які зараз працюють, можна так сказати, в цьому напрямку. Не позбавляйте нас можливості повернутися домой. Час не на нашу користь. Вже 7 років окупації. Тому я, звертаючись к пану Резнікову і к пану Керневичу, саме кращий вихід з цієї ситуації – піти у відставку. Ви заважаєте працювати. Ваша робота нульова. Тому я вимагаю, і я впевнений, що всі патріоти України підтримують, і кримські татари, і патріоти України нас підтримують. Ідіть у відставку. Ви може і є менеджерами в іншій галузі, які там будуть результати. Працюйте там. Але не заважайте нам повернутися домой. Дякую дуже. Чухсав Изет Гданов был гостем нашей студии, исполняющий обязанности постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым 2017-2019 годы. Сайгыл достар, мен бұл бөлікіні Крым татар тілінде екілемеге істейім, атыр телеканалы аңгебір зорлықлар әле қаршылашқанына. Бақмадан біз чалышамыз жанлы яйында ве чалышмаға девам еттежекміз. Біздің оғымызде қойылған ешбір шартларға ве шантажларға біз кетмейміз. Біздерге бұл санки дерсін алыңыз, іште сізге ярдым береміз деген bu yarışlarda iştirak etmeye de manasını kormayımız ve iştirak etmeyecekmiz. Biz bunun için bunda gelmedik. Biz bunda Kırım için geldik. Kırım için çalışamız. Kırım kaytarılığı için çalışamız ve başka bir yol yoktur. Декершектен де бойынымызны егмейжеміз атырынан шиары олғаны кібі, бойсын маған мен умут етем бұл қиынлықларны да бұл сенеде кечеріміз вазиет бізім менфаатымызға чезлежегіне умут етем. Да, бізді да білмелер, ама біз сонына же çalışacağımız, yırtacağımız degeni dayın. Onun için birkaç dakikadan şimdi zaman yayını olacak. Ondan sonra Aydır Mırzabayev'den prime olacak. Onun için Kurşkence. Гроші, які телеканал АТР мав отримати з державного бюджету як пряму підтримку, Мінреінтеграції планує розділити між іншими ЗМІ. Про це сьогодні офіційно повідомив заступник міністра Ігор Яременко. Для цього у міністерстві готують тендер, і начебто вже є 14 мовників, які бажають взяти участь у конкурсі. У відомстві це пояснили тим, що цього року Мінреінтеграції отримало у 2,5 рази менше грошей на підтримку ЗМІ, які мовлять на тимчасово окуповані території. Тому внутрішнім розпорядженням міністерства кошти, які телеканал АТР мав отримати як субсидію, перевели у категорію надання послуг. Розподіл грошей серед багатьох мовників там пояснили необхідністю створити конкурентні умови та посиленням присутності України на тимчасово окупованих територіях. Ці кошти не призначені конкретному мовнику. Ми розуміємо важливість підтримки, зокрема, каналу АТР, традиційною аудиторією якого є представники кримсько-татарського народу. Так само потребують підтримки інші канали, які були змушені виїхати з тимчасово окупованого Криму і ОРДЛО. Скажімо, народні депутати з Донецької і Луганської областей, які голосували за бюджет, постійно наголошують на підтримці мовлення на Донбасі, адже ситуація там дуже складна.
Бюджетом цього року на фінансування програми забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та підтримка системи державного іномовлення України передбачено 348 мільйонів гривень. З них 50 мільйонів 340 тисяч на фінансування телеканалу АТР. Інші гроші, а це 298 мільйонів 427 тисяч на фінансування телеканалу «Дом». Тобто у державній програмі жодного слова немає про мовлення на окупованій території Донбасу. До того ж, телеканал «Дом» саме позиціонує себе як канал, який